Зараз передо мной стоит наступная задача. Выказать тое, что я зразумел в плане, что такое конфигуратор, чему возникла потреба в этом понятку, ці в некоторых сенсах не в этой приладе. Коли мы назираем внешний сусвет, то мы его бачим з неких певних пунктів погляду. Ось, коли ми прикладом возьмем живий організм, ми можемо назирати його у знешнюю оболонку. З розвиттям медицини ми можемо його простукати, висвітлити, які там різні гуки по-разному відбиваються в різних частках тіла. З розвиттям науки ми так само можемо його просвітити рентгеном, висвітлити, які тіні і світлі пятни з'являються на рентгеновських стінках, висвітлити, які зміни робляться при некоторых патологічних процесах, наприклад, при падіннях, пытках і тому подобне. І ось виникає час від часу потреба ніяк по-новому зазирнути на такий простий об'єкт, як чоловік. Ось у нас на наших схемах ми рисуємо чоловіка, об'єкт, ось у таким вигляді. Там не человека рисуем. Так. С некоторой проекции сверху, например, и он будет выглядеть так. Вот это голова, руки, тут пальцы. Сбоку будет голова, ноги. Артикуле Щедровицкого это ситуация зведения разных пунктов погляду на один и той же самый объект, часом малюется наступным чином. У нас некий объект, а это некие его проекции. Так. Перший крок задачу я нібито поставив. Тепер можна до этой проблемы зведения разных отбитков одного и того же объекта перерасти с таким поглядом. Ось есть две площини. На одной из них існує сам об'єкт, який ми повинні дослідувати і знайти на нього новий погляд. На другой сам дослідчик. І він назирає некоторые проекции этого объекта и повинен гэтые розныя выявы звесці ў нешта адзінае, якое яму будзе патрэбна для нейкіх новых мэтаў. Что еще можно сказать? Треба сказать, что сами гэтые отбитки возникают
у выніку нейкіх маніпуляцый, некаторых методаў даследавання гэтага аб'екта. І таму, калі з'явіцца новое уявленне об аб'екце, то трэба будзе неяк як бы перачытаць, перамераць гэтыя праекцыі. Ну, прыкладам, калі мы, напрыклад, при даследаванні чалавека зразумеем, што яго сувязь перкусіі з рэнтгенаўскімі праекцыямі паказвае некую новую інфармацыю, некую новый пункт погляду, і мы асэнсуем гэта, то мы павінны перамераць рэнтгенаўскія знімкі чалавека, ну, там, как прыклад, пералом заняў пэўны вугал адносна рэнтгенаўскай там плёнкі, рэнтгенаўскіх праменёў. Так, вось што я на першым кроке змог, амаль без падрыхтоўкі, бо яшчэ, ну, 2 недели будзе мне, сказаць пра праблему даследавання знешняга адносна нас свету. Далей мне тяжковато вспоминать. Давайте спынемся. Тут вспоминать это одна справа. Материалы у меня были. Артикул Щедровицкого и Лефевр рефлексирует. Книжка Лефевра. Да. Конфликтующие структуры. Добре, давайте спинімося тоді і обміркуємо. Значить, ті, хто спізнився, ми обмірковуємо зараз схему конфігуратора, які є міркування, зауваги по сказаному. Почуто. Ну, мне не зразумела, что у версии, выпущенной версии, что конфигуруется. Ну, есть некий конфигуратор, а что конфигуруется? Можно сказать? Ну, конечно. В этом выпадку конфигуратором можно назвать процедуру, некое пристосование, якое дазваляе звесці до нового уявления о вывучаемом объекте. Все. То есть конфигурируется явление. Зводятся вынікі даследавання гэтага аб'екта з пунктаў даследавання, якія існавалі, ну, до момента узнікнення патрэбы в новым пункце погляду. Ладно, это самое. А другие версии про конфигуратор, как его вводить и вообще зачем он нужен, и что это такое, есть? Ну, давайте так, начнем со следующего. Кто-нибудь может обозначить простейший конфигуратор? Вот Леонид сказал, что конфигуратор — это такая крылада, то есть такое средство, инструмент. Причем познание, да? Ну, я хочу сказать, что конфигуратор относится, как бы сказать, до вышыні методологии. Ну, ён можа увацелесіцца кожны раз для кожного объекта у некую
свою особную приладу, ці пристосування, ці алгоритми, і це вже буде справа методиста. Ну, чому методиста? Чому методиста? Это добре. Бо коли прилада, така прилада, як конфігуратор, залежить від того об'єкта, який покладається у діяльність пізнавальну, то тоді для кожного об'єкта нам потрібно створити особний конфігуратор. Ну, я бы сказал так, это инкарнация некой идеи конфигуратора, ну, якая возникла в вынику там доследования Лефевра там в 62-м году там и рассказано еще традиции. Ну, Лефевр брав уже вельми складані об'єкти для аналізу. Вельми складані. Ну, наприклад, конфлікт, да? Поміж людьми. Вельми складаний об'єкт. Невідомо, як це колись жартували совєтські, був такий Давидов, філософ, який написав книжку «Юмор в трудах Карла Маркса». Ну, что такое? Ну и было очень интересно посмотреть, а где же он там юмор нашел, собственно, у Маркса. И он там приводит юмористические примеры, значит, из трудов Маркса. Ну, например, «Капитал тем отличается от вдовицы Квикли, пишет Маркс, что непонятно, с какой стороны к нему подойти». А, Давица Пикли. А вдовица Квикли – это персонаж 2-3 комедий Шекспира. Ну, «Виндорфские кумушки», например. Это подружка толстяка Фальстафа, персонаж у Шекспира. Ну и он ее постоянно за задницу щипает и подкалывает. Ну тут Маркс вот сразу сравнивает «Капитал» с вдовицей Квикли и говорит, что «Капитала» по заднице нету. Юмор тот еще, я понимаю. Ну вот в данном Я случае. хочу одночасово уехать в юмор и ассоциировать, як я могу развить тему конфигуратора, как бы не занадто архивичиться, по-перше, от Мені своего подобається, проявления. що ви обов'язково заботитесь, бо ви взяли одразу вельми складаний об'єкт для розгляду. Навіть не человека, а тіло чоловіче. Вот человек еще больше складанная речь. А коли взять и солнечную систему? А не отримається. Потому что там наоборот занадто простий об'єкт. Ну, у Лефеврі є такий приклад. У Лефеврі там, в этой книжці, що там система сонячна розглядається з двох пунктів погляду. З пункту погляду планетарія і з пункту погляду, нібито, це телурій. Я, правда, шукав там у паперових енциклопедій, що мені були, що таке телурій. Ну, Лефевр ось такі два пункти погляду привел на сонячну систему, ну як, ну, планетарій там. Ми в центрі Земля, там зорки, на них так по еліпсам, по епіциклам, як Птолемей каже, а телурій нечто другое. Але вот що тут ми назираємо так само, той самий мінімум, два пункти погляду на одну і ту ж на одну і ту ж з'яву. Нам треба ніяк висвітлити, а що ж нам можна задати для нього один? Вот глядите, какая речь. Солнечная система, даденная нам с нашего пункта зрения. Все люди, могут глядеть на Солнечную систему с одной позиции. В поравнании с теми расстояниями, які есть в Солнечной системе, мы действительно на одном пункте находимся. Можно взять вот эти геометричные объекты. И самым простым конфигуратором будет аксиометрия. Да? Ну, вот, тут вид сверху, например, ну, там спереди, тут сбоку,
тут сверху. Почему это называется аксиометрия? Проекция, в смысле. В смысле проекции, да? А сам объект тут какой-то вот такой, да? Я тоже напряглась. Мы берем и рисуем. Симметрию, да. Ну, например. Так. 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 Ну, я тут повинен щиро сказать, что я имел на базе, в это целком, конечно, ну, я не сказав, ось то, що я бачу, ось я стою тут бачу, сонце сходить, заходить, і сходить. От я думаю, а може это, ну, я стою на чому-то крутиться, я взяв, мав на увазі сонячну систему, ну, в історичному плані, як воно виникало в процесі того, як чоловік назирав за всім цим. Ви ж тут одразу перескочили до амаль апошніх досягнень науки. Ви тут тільки ще галактики і метагалактики не ввели. Ось ми друг друга не зрозуміли. Ну, может быть, ну, может быть. Тому я пропоную починать с наибольш простых речей. Ось декартовые координаты и ну, принципы черчения, які є, да, з цими проекціями, дають нам можливість побудовать перший, наибольш простий конфигуратор для того, как ну, складать, скажем, объемные уявления про плоские объекты. Про объемные объекты. Какие, да? Да, Уявления, да. Плоские уявления збирать от об'ємний об'єкт, який дадені нам першопочатково як об'єкт. Ну, перший мені в голову йде не декартові координати, а радіальні. Бачу, сонце, воно таким вишині над землею, такий угол. Сонце такое, сонце такое, такое. Перший раз человек все назирає радіальний. Нет, но там не потрібен конфігуратор. Конфігуратор тут виникає в той момент, коли ми декартові координати хочемо ніяк улічити, коли ми працюємо з радіальними координатами. Ну, Радіальні координати так само можуть бути. радіальні координати, радіальний принцип побудови геометрії, він не конфігуратор. Он просто одно Конфигуратор. явление, Идея вымирание. конфигуратора, ну, это некая абстракция от того, что возникает в той момент, когда мы повинны звести то, что нам ведомо с пункту погляду декартовых координат и с пункту погляду радиальных координат. Декартов это уже два вымирания. Три. Это уже зведение. Декартові координати Мінімальне- з'явилися у протяг стереометрії, да, яка повстала вже у Евкліда. Але ж Евклід працював в першу чергу з планіметрією, з плоскими речами. Да? А як об'єм брати, то спотребувалося ось побудувати таку штуку, якої ну, нема у самих речах. Конфігуратор. Це прилада мислення про це. Ну, еще простей. Першая загадка про конфигуратор належит старой индийской притчи про слепых мудрецов, які мацали слона. І ось наобмацак один там до слона підходить і мацає хобот. Щось довідався про слона. Другий помацав ногу. Так само доведався нечто про слона. Третій помацав, наприклад, хвост. Ну і так само штось про слона ведає. Кожен з їх ведає своє. Що таке слон? І один каже, з моєго пункту гледження слон – це ось така колона. Не вельми толстая, але ж ну, така, ногу мацав. Другий каже, ну слон – це щось кшталту змії, помацавши хобот. Ну, то хвост мацав, каже, ні, просто метелка. І ось як створити з трьох ведаў, які отримали гэты сляпыя мудрецы,
трэба было пабудаваць простейший конфигуратор. А лишь никто тады у Індыі гэтага конфигуратора пабудаваць не мог. Ну, тады індусы кажуць, што ну, вось, такое частковае локальное познанне не мае рацыі. І на гэтым яны спыняюцца. Ось так. Зараз я, так би мовити, тое, що маю у себе, хочу довести. Ось, ну, Я забрал. Все, что пишет. ну, ось. Ну, перед попередніх занятках гэта, ну, я ось гэта, ну, прыкладу. А ось гэта нейкая плошча рэальных рэчаў. А вы нереальный? Што? Есть такой нереальный, и я. Ну, вот это скажете, захочет. И вот я тут ведаю, что есть некое солнце, некая луна. Вот. А откуда вы ведаете, что я на этом есть? Нет, ну стоп, Ну, зираю зорочку тут. Ну, ёсць і ёсць. Тут объективная речь. Ось комната, ось полярная зорка. Ну, Ось тут до мяне дошли весткі, що є дві системи, які описують цей об'єкт. Некого там монаха Коперника и некого там, Птолемея. Один лічить, що нечто в центрі. нет, почекайте. Один лічить. Коперник. Это где? Коперник. Ну, а где Нет, Коперник? Чекайте, где Где Коперник? Коперник? У реальном свете тип побач с вами. Коперник. Там без завки. Я бы сказал бы так, что вот тут есть некое описание Коперника. Где? Где? В небе. Небе. Между Туда. Венерой. Он что, вертится вокруг Солнца или он искусственный спутник Луны? Тогда это некое... Ну, коли у Ну, вас... конечно. Да, пробачьте. Ну, конечно. Ну, там побач с вами, нереально. Не-не-не-не-не-не. Что, не сюда? Нет, конечно. Нет. Вы, видите, вы блытаетесь у этих мужчин. Коли вот эта архдеятельностная схема является тоже конфигуратором, то тогда нам надо ответить себе на вопрос, а относительно чего это конфигуратор? Относно чего это конфигурация? Да, Что он за конфи- объект схватывается этим конфигуратором? Так, вот это... И точно не Солнечная система, и точно не объемные тела схватываются конфигуратором. Конфигуратор нужен. Вот архдеятельностная схема как конфигуратор нужен тогда, когда мы кладем в качестве объекта знание. А А вот про что это знание абсолютно несущественно. таким чином я вот тут повинен такую провести рису. Ну, тут будет, хай будут солнце, зорки, веды, так? Ну, вот что то, что ближе. Вот давайте, Леонид, давайте не рисовать то, что вы хотите сейчас сказать, на этой штуке. Она не для этого предназначена. Давайте вот вы ваше рассуждение про Солнце, Луну и Коперника с Птолемеем отдельно, пока нарративно. Если нужно рисовать, то давайте рисовать это на отдельном листе, не прибегая к ортогональной схеме с плоскостями. Ну, это может для меня будет звычно. Ну да. Давайте договоримся так. Значит, я буду, если что, говорить, да, у меня быстрее это получается, чем у вас. Ну так вот, мы устроены по-разному. Да? А вы меня будете поправлять, если я что-то вру. Итак, Вы начинаете. А? Вы начинаете. Да.
Договариваемся так. Есть Солнце, Земля, Луна и планеты. Да? Мы хотим что-то про них узнать. Ну, например, их установить, их отношения между собой. Ну, что вокруг чего вращается. Правильно я пока рассуждаю? Их отношения статичные, динамичные. Да, статические, динамические отношения между Могли бы ними. быть чуть более статическим, а то мне тяжело с вами. Меня не обязательно держать в кадре. А как? Вот на Леонида А вот наводишь. еще удержишь вообще. Только в кадре. Итак, мы пытаемся выяснить отношения между ними, статические и динамические. Да? Отлично. И мы опираемся на наши чувства. Мы видим каждое утро, солнце всходит, вечером заходит. Мы говорим, ну ясно же все. Солнце вокруг нас всех вращается. Да? Да. И на этом строим первичную схему отношений между Землей и Солнцем. Потом говорим, вокруг Земли вращается не только Солнце, но вращается еще Луна и еще 5 каких-то блуждающих объектов в небе. Дивный взор, какие Да, витаются. да, да. Все остальные тоже вращаются, но в общем очень правильно вращаются. Мы даже видим центр, вокруг которого они вращаются. Северный полюс. Полярная Ось. Полярная Они звезда. полностью- Но полностью- это уже мыслительная процедура. Эту ось мы провести должны и так далее. Да? А видим только центр. Ну и вот как бы у нас сложилась первичная картинка. Теперь мы говорим, интересно. Вообще вот эти вот Солнце, Луна и все звезды вращаются как-то нормально, по-человечески. Сходят, заходят, сходят, заходят. Мы можем им траектории прописать. Они, правда, меняются день ото дня, но если мы долго наблюдаем, то можем выяснить, каждый день года Солнце всходит в этом месте, заходит в этом месте. Да, и длительность движения такая и такая. И, в общем, научились со всеми этими вещами работать. А вот эти сволочи, блуждающие звезды, как-то вот они странно крутятся. То туда, то сюда их заносит. Как же устроена эта вся штука? Як предсказать, что будет далее? Ну, в общем, мне совершенно непонятно, зачем это нужно было. Да? Вот приспичило им как бы выяснить. Да? Потому что зачем предсказывать восход-заход Солнца, понятно. Нил разливается там, еще что-нибудь такое. В крайнем случае можно представить себе прагматическую цель поделить год еще на месяцы. Да? Поскольку Солнце ходит и ходит, ходит и ходит, не останавливаясь так, а вот Луна ходит как-то иначе, бывает, что вообще не появляется на небе. И эти периоды мы можем как бы взять для членения солнечного цикла. Ну и так появился солнечный год и этот самый солярный календарь с месяцами. Отлично. Зачем приспичило Птолемею выяснять, как движутся звезды, планеты? Они вот как-то вот так вот движутся. Ну, мало ли куда ее занесет. Вдруг возьмет и врежет. Режется в меня Птолемея. Там В башке. задолго до Птолемея всякого рода халдеи долго-долго это все наблюдали и выяснили, что они не как хотят движутся, а у них тоже есть какие-то закономерности. На протяжении жизни одного человека этого заметить нельзя, но вот если наблюдать долго-долго, то можно. Поэтому вычислять движение планет Птолемей не мог, опираясь на органолептические основания. То есть он не мог доверять собственным глазам. Да? И начал строить конструкцию. Эту конструкцию он вынужден был построить, исходя из первичного предположения, что все эти 7 штук, не знаю чего это, да, объектов, все вращаются вокруг Земли. И вращаются по каким-то правилам. Да? Вращаются, но потом он заметил, поскольку они ходят вот как-то вот зигзагами так, да, то, наверное, вокруг Земли вращается Солнце, как мы видим, и Луна, как мы видим. Да? А вот эти штуки вращаются вокруг Солнца. И нужно
можно было тогда построить движение этих планет, вращающихся вокруг Солнца, которые вращаются вокруг Земли. Понятно, да? Так появилась идея эпицикла. Эпицикл – это цикл в цикле, да? Но цикл в цикле может быть концентрический, как матрешка, а может быть вот такой. Вот тут Солнце вращается как бы, да, вокруг Земли, а планеты еще и вокруг Солнца вращаются. И, соответственно, Солнце здесь, эта планета здесь. Если Солнце здесь, эта планета за это время обернулась и будет где-то там. Да? И тогда мы имеем вот планетные движения вот такие. Это видимое планетное движение. Но нам надо перенести это все на плоскость. И на плоскости получаются вот эти вот эпициклы. Вот что такое эпицикл. Да? Вот это вот тела. А это их орбиты. Ну, я взял просто одну планету, ну, например, Марс. Да? Он вращается вокруг Солнца, вращается, соответственно, как бы он вращается не по прямой, его нельзя нарисовать круговую орбиту вокруг Земли, ну, поскольку он еще скачет туда-сюда вокруг Солнца. Ну и вот таким образом, хитрым и длинным путем Птолемей строил свою систему. Ну, там еще недокладности. Недокладности компенсувалися в Водзіном ще більших епіциклів. Ось, наприклад, Да. да, і тут уже доступний епіцикл. Да. Ось ну, ми назираємо у вас достатково докладну систему, Красиво. яка Все красиво. дозволяла Все плавати по красиво. морям. Да. Постройте дополнительную картинку к этому. Найдите того другого слепого Птолемея, который это все рисует и говорит: блин, Птолемей, ты не прав. Так тут же якби мовить потрібен, коли ми від нашого часу глядимо, то тут небо нове коренне змінення пункту погляду. Нехто каже, так Сонце в центрі, а не ми, Земля. Вот, приходит некий чувак, да, и говорит: слушай, Птолемей, вот ты нарисовал очень сложную конструкцию эпицикла, да? Ну, як би сказати, Мыслительную конструкцию. А на чем ты ее обосновал? ну там їй скаже, ну це ж недовочно. Конечно. Тоді Конечно. цей чоловік, ну, пришедший, він скаже, ні, почекайте, Птолемей поважаний, ми ще на крок відступимо, і ми заважимо ще там у самих першопочаткових постулатах, ми заважимо другу можливість. Ви пішли по одній можливості, Птолемей, а я кажу, Сонце в центрі. Вот смотри, надо усомниться. Где такой Усомниться в найдется, основаниях Птолемеевской картины. который бы жаркое, очаг вертел бы вокруг жаркого. Кто такой нашел? Ну, в принципе, это возможно. Вертеть очаг вокруг этого самого. Вы видели когда-нибудь электрическую шашлычницу? Есть такие. Ну, и там все как бы вот именно так и делается. Ощущение, что они сейчас как раз реально спорят про то, что вокруг чего крутится. Тут другая штука, совершенно другая штука. Коперник говорит Птолемею в данном случае: парень, то, что ты считаешь прочными основаниями своей очень сложной математической и теоретической конструкции, на самом деле не является таким основанием. Ничего подобного ты не видел и видеть не мог. Птолемей говорит: ну ладно, я-то не видел, но это видели другие. Пацаны врать не станут. Да? Тогда ему Коперник говорит: понимаешь, какая штука? Пацаны нарисовали всякого рода там положение планет на небе, да?
многолетними наблюдениями, сменяя поколениями друг друга и наблюдая эти все вещи. Ты взял цифирь и попытался эту цифирь привести в соответствие друг с другом. А я тебя спрашиваю про основания, на которых ты эту цифирь построил. Основания не являются наблюдением движения планет с какой-то точки. Значит, эта точка, с которой это все вот так выглядит, дает эту конструкцию. Попробуй сменить точку. Это мы сидим на вот если предположить, что мы сидим на вращающемся теле, которое вращается вокруг другого тела. И что мы видим? И тогда мы видим, что тело вращается вокруг нас. Говорит тогда Птолемей, ну действительно, если сменить точку зрения, то можно нарисовать совсем другую картину. Говорит Коперник. И картинка-то получится совершенно простой. Понимаешь, простая картинка получится. Не твои эпициклы на эпициклы, да? А все будет очень просто. Раз, и все. Ну, одна сложность есть. Но это не эпицикл. Луна вокруг Земли вращается. Я хочу сказать, Ну. я ось коли туди перейду за цей край дошки, я скажу абсолютну істину, а потім вернуся сюди. Да. Ось тут абсолютну істину, послухайте. Красивое движение. Послухайте, абсолютная истина в том, что ни Коперник, ни Птолемеев не имеют рации. Абсолютная истина в том, что все это крутится вокруг огульного центра масс, Солнечной системы, якой не находится в центре ни Солнца, ни Земли. Ой, тоже мне абсолютная истина. Это вообще прибамбасы, не имеющие отношения к делу. Для того, чтобы то, что вы сказали, да, было похоже хотя бы на истину, нужно жить через 300 лет после, 200, после Коперника и быть Ньютоном, открывший законы притяжения, да, соответственно, и получивший представление о центре тяжести. Поэтому, да, Солнечная система имеет массу, вся Солнечная система. И как бы ни были ничтожно малые планеты по отношению к Солнцу, они смещают центр тяжести всей Солнечной системы. И поэтому у нее есть центр, который не находится в центре Солнца. Но для рассуждений Коперника это не имело никакого значения. Ну, можно сказать? Ну, конечно. Вы же не будете сейчас продолжать спорить, какая не что я там правильная. сказал, я уже забыл. Я тут смогу стоять и только на позициях Птолемея и Коперника. Я бачу, что эти разные галинки наших розважань, вони можуть йти без конца і друг другу не застися. Бо, наприклад, ось Птолемей епіциклами компенсує всі ті недоречності, які назираються там як от того, що недокладная система, так и от того, что там помылки назирания. Так само и Коперник. Как вредно много знать. Вот, да. Тихо Брага, который исправлял ошибки и Коперника, и Птолемея, пытаясь совместить эти все штуки, жил до Ньютона. И поэтому тоже не имел представления о центре тяжести. И рассуждал совершенно иначе. Но, понимаете, это все не имеет никакого значения и отношения к обсуждаемой нами теме. Потому что у Коперника и у Птолемея не было того, что было у 3 индийских мудрецов, которые ощупывают слона. Вот в чем разница между Коперником и Птолемеем, рассматривающим Солнечную систему, и 3 индийскими мудрецами, ощупывающими слона? Обратите внимание, я вас не спрашиваю, в чем разница между Солнечной системой и слоном. Я спрашиваю вас, в чем разница между 2 дураками, Коперником и Птолемеем, наблюдающим нечто, и 3 мудрецами из притчи, которые тоже нечто наблюдают. Можно сказать, что я был не конфигуратор. Можно так сказать? У них-то не было конфигуратора. Конфигуратор есть у нас. И мы понимаем, как решить задачу, перед которой встали 3 индийских мудреца. Это мы понимаем.
Точно так же мы понимаем совершенно по-другому, как разрешить спор между Птолемеем и Коперником. В чем разница, я спрашиваю? А разница вот в чем. Из двух наблюдающих Солнечную систему придурков, один монах, а другой не менее монах, только языческий, прав может быть только один. А вот все три индийских мудреца правы. Все три правы. Поэтому в споре с Птолемеем и Коперником надо выяснить, кто из них ошибается, а кто прав. У 3 индийских мудрецов одинаковые основания. А у 3 индийских мудрецов правы все трое, Потому что основания... но никто из них не знает ни Солнечной системы, ни слона. Несмотря на то, что правы и истину знают все. Метод у них один и тот же, да, аналитический. Я понятно излагаю? Что-то тут не укладывается. Ну, что именно не укладывается? Я иначе скажу. Можно первый Конфигуратор нужен там и только там, где у нас нет оснований сомневаться в справедливости свидетельских показаний относительно объекта обсуждения. Таким чином, Птолемей, Коперник не светлый. Почему? Не светлый? Светки. Просто не Но так только, основания. понимаете, один из них заблуждается, а другой правду говорит. Истину, которую вы вещаете вот из-за этой доски, когда заходите сюда. Там не Коперник, а Птолемей. Вот Нет, это там- уже потом можно совершенствовать Коперника. Но если мы берем только два знания, Птолемеевское, Коперниканское, да, то значок истины мы должны ставить на копернианском знании. Оно тоже несовершенно. Более того, практически оно еще и уступает Птолемеевскому для прокладывания маршрутов кораблей, например. Но это сейчас не важно. Для этого, чтобы отсекать важное и неважное, нам всегда нужна рамочная ядерная конструкция. Но это мы должны обсуждать отдельно. Есть рамка. Рамка. И то, что мы обсуждаем, лежит в рамке. А за рамками мы это отсекаем. Оно нам не нужно. Несущественно. Так вот, рамкой нашей является сейчас конфигуратор как средство познания. Необходимость конфигуратора для познания каких-то объектов, ну и, соответственно, устройство этого конфигуратора. Ось по этому прикладу, який був, питання чим відрізняються, да? Тобто там, где про Солнечную систему, там всякие называется, это не конфигуратор. І питання таке, кроху автопік, але чи можемо ми знешнім боком одразу сказати, що чи можемо примінити конфігуратор, чи ні? Тільки на основании уже показаний таких светковых. Так, не понял. Еще раз. Чи можем мы на основании разных альтернативных там так бы мовить, срезов, там бачення, сказать, то есть, что это там срезы не збираються у конфигуратора, это как бы альтернативные варианты. Не. Конфигуратор они сами не собираются. Нам может понадобиться конфигуратор, чтобы их собрать. Без конфигуратора они рассыпаются. Він запитується про те, як і коли ми можемо вирішити, що для гэтага магчыма пабудаваць конфігуратора, для гэтага немагчыма. Для Птолемея и Коперника немагчыма, а для трех этих самых магчыма. Смотрите, в первую очередь для Коперника и Птолемея не нужен. Не нужен, Як не важно. знешнім боком зразумець, што нужен ці не нужен. Мы даведаемся, там не патрэбна, потому что мы ведаем адказ гэтай галаломкі. А калі б мы не ведалі адказ, то ось я гляжу, ось ёсць Птолемей, а ёсць, як мне зразумець, мне трэба выбраць одно, ці мне трэба сконфігурировать. Я попробую отказать. Вы поправите, скажите. Ну, как и что поправить? Насколько я зрозумел,
Птолемей, Коперник, это было у шерагу одного, протяг одного и того же процесса развития ведов. А ось аналогія з святим слоном, это не як три галіни ведов росли, а потім возникла потреба їх звести. А это корпускулярно-волновая Так. теория. Она же конфигуратор. Ну только быстро-быстро тут все произошло. Ну, но это все равно был процесс. Да. Познание. Но потом другое знание, но потом они почему-то решили, что их можно соединить в конфигуратор, а не отвергнуть корпускулярную теорию волновой. Корпускулярно-волновая чего теория? Чего теория? Света? Сначала было света, потом была Света, распространена на все элементарные Света, частицы. они амаль однолько возникли. Там Ньютон, там Гюйгенс. Не, но это все равно одна линия. Ну, один час одна линия. амаль. Да, одна. Ну давайте Ну, разберемся. там эксперименты и то показывали однозначно. Однозначно одно, однозначно другое, один и тот же час на одном и том же континенте. Тогда давайте разберемся, чем отличается в данном случае астрономия в изложении Коперника, Птолемея и так далее от физики элементарных частиц. Всем. Все. Простите, что-нибудь. Да. Чем отличаются принципы компрессора? Ну вот я все спрашиваю и спрашиваю, а ответа все нет и нет. Но если мы возьмем деятельностную схему, которую упоминаем в этом смысле ЛП в своих работах, хотя Лефевр пользуется немножко другой схематизацией. Все, что изображено на деятельностной схеме, на этих двух ортогональных плоскостях, имеет отношение к знанию. И только к знанию. И разбирается оно в сознании, из познания. Эмпирической части у Коперника и Птолемея не было и быть не могло. Не могли они полететь в космос. Наблюдение. Эмпирическое. Ну а наблюдение это что, не эмпирика? Экспериментальный, скорее. Нет, это не эмпирика в данном случае. Это Что тогда математика, эмпирика? чистая математика. Ну, Долгое это время свои. астрономия оставалась внутри математики. Ну, это Птолемей и Коперник имели дело только с числами и Вы хотите сказать, геометрическими что объектами. когда предлагаются некие идеальные модели целого, то они в любом случае будут конкурировать. Идеальные модели, Модели идеальные в целом, объекты да. построены на основе логики или постулатов типа Эвклида. И в них, вот в этих построениях действует принцип тождества и принцип противоречия. Ага, ну, Исключенного третьего, например. Да? Поэтому то есть из единственной двух возможностью проверки утверждений- является только логика. Да, А в этих физических, этих самых, кроме логики, еще является эмпирика. да, И они могут, не сходить. конечно, абсолютно могут не сходиться. Ну, да. И эмпирика, да, не является знанием сама по себе. Она является средством фальсификации знаний. Что происходит с Коперником и Птолемеем? Они строят оба некую математическую модель. Да? И та, и другая модели математические или геометрические, как хотите. И эти модели проверяются на соответствие логическим постулатам и математическим постулатам. Сходится или не сходится с ответом что-нибудь. Почему Тихо Брага не был удовлетворен логикой Коперника? Да потому что там вычисления не сходились. По эпициклам Птолемея вычисления сходились. Уравнения решать было легче. А вот коперниковские вроде все логично, и красиво, и просто, а не сходятся.
И поэтому он начинает совершенствовать это, совмещая уравнения и с той системой, и с другой системой. Эпициклы Копернику приписали. Ну да. Там Но понимаете, какая штука? Тихо Брага как бы в истории остался как такой чудак, как бы, да? Но сейчас мы пользуемся системой Коперника, а не Тихо Брага. А фокус состоял только в том, что еще задолго до Ньютона, Ньютон потом это освоил, да? Наблюдая нечто, только не ортогонально я сейчас рисую, а просто плоскость, да? Наблюдая нечто, мы можем наблюдать и с той позиции, в которой находимся, а можем идеализировать и абстрагировать это и наблюдать как бы извне, поместив себя как переменную величину. Ну, куда-то. Поэтому у Ньютона появляется, например, представление об относительности. Относительности не в Эйнштейновском смысле, а относительности движений. Движение, когда он говорит, ну представьте себе, что я еду в карете по дороге. Я-то еду, а деревья, которые вдоль дороги, ползить не надо. они движутся относительно меня. Понимаете, но если я рядом стану с деревом, то я буду видеть, что телега движется, на которой я еду. Все очень просто. Значит, надо, чтобы разобраться с движениями и динамикой, да, надо всякий раз иметь в виду точку отсчета, точку наблюдения. И все. Как только возникла вот эта вот ньютоновская механика с относительностью и точкой, как бы, да, все стало понятно. Как бы ни была несовершенна в математическом отношении теория Коперника, в физическом отношении все стало на свои места. Но астрономия как была, так и продолжала развиваться как математическая дисциплина. Можна сказати, що гэты об'єкт, що він занадто простий для асоціювання конфігуратора. Ну вот я не знаю. Я бы сказал, да, все математические объекты очень просты и не нуждаются ни в каких конфигураторах. Даже при наличии простейшего конфигуратора в математике, которым является Декартова система координат, она избыточна. Поэтому Декартова система координат, которая появилась в 17 веке, до самого 20 века никогда не использовалась в качестве конфигуратора. Она использовалась вот для геометрии, для черчения, она использовалась для, скажем, обучения художников в перспективе там, и так далее. Ну, хотя они начали перспективу изучать раньше, чем появилась Нет, но это Декартова все-таки система уже координат. конфигуратор, когда есть... Нет, это конфигуратор. Но это мы теперь знаем, что это конфигуратор. Да. Да? Попытка отразить несколько плоскостей Да. сразу. Теперь. И мы можем его теперь юзать в качестве конфигуратора. Но в общем-то конфигуратор нужен для другого. Тут таке питання, як гэта ухватить сутнасць і неабходнасць і реалізацію гэтага конфігуратора, калі в голове крутятся только его конкретные там з'явы, тут, а ось наступний крок в некім новым месцы, гэта его потребует. Да. А можно и не здогадаться. Конечно, конечно. И вот сейчас мы рассмотрели сущность конфигуратора, вот с Коперником, с этим самым, с Декартом и так далее, да, на простейших примерах, где они избыточны. Конфигуратор появляется только в рамке гуманитаристики. Когда мы беремся за исследование не натур висеншафтных, этих самых природных явлений, а культурных, духовных и прочих. Вот там действительно нужен конфигуратор. Что, это такая резкая межа? Конечно. Конечно. Скажите, пожалуйста, корыстный интерес у Птолемея и Коперника мог повлиять на исход борьбы
гелиоцентрической и геоцентрической систем. Сдается, что нет. Ну да. Хотя Коперник боялся публиковать свою книжку. То есть определенный корыстный интерес у него был, но он был связан, скажем, с политикой, скорее, да? Потому что идти против большинства. А большинством на тот момент были все европейцы, разделявшие гелиоцентрическую систему. Вот идти против большинства самому смелому человеку всегда надо решиться. Вот Коперник решался, и только перед смертью решился. Но корыстного интереса непосредственно у него в этом не было. Самозахватный инстинкт. Ну да. Вот. А гуманитарные объекты совсем другое дело. Понимаете, вот рассматриваем мы, например, битву при Пуатье. Ну ладно, там, или при Йенскую битву. Или там Аршанскую, там, и так далее, да? Пригласим сейчас товарищей из А соседнего. лучше всего известно и ближе к нам по знанию Бородино. Кто победил при Бородино? Толстой. Белорусы. О, правильно. Больше всех Толстой. Белорусы там замочили друг друга, и ни хрена от белорусов не осталось. Один только Доминик Радзивилл смог сбежать, и то недалеко. Понимаете, и решая вопрос. Вот была битва. Свидетели есть? Скажи-ка, дядя, ведь недаром. Есть свидетели. И вот они приходят и рассказывают. Или с чего началась наука история? Она началась с Геродота. Геродот жил через лет 50 после греко-персидских войн. И решил написать историю греко-персидских войн. Свидетели еще живы. Он, как наш Смоленчук, пошел заниматься устной историей. Приходит и говорит, вот диктофон, вот это самое. В отличие от Смоленчука не знал, что думал, что он сможет собрать факты. Да, А Смоленчук да, уже умный. да. Вот он приходит, говорит, ты ветеран греко-персидских войн? Тут говорит, да, у меня даже свидетельство есть, вот пенсию получаю персонально. Ну тогда расскажи, как оно все было. Тут рассказывает, мы там тут, они там нам. Слушай, ты мне как бы конкретно скажи, кто победил? Тут говорит, персы победили. Вот идет к другому ветерану. Спрашивают у него, тут говорит, как, известное дело, мы победили, греки. Поскольку Ну, Геродот подожди, не знал про возможность проведения исследования общественного мнения и процентное соотношение. Ну да. Соцопросов тогда еще как бы не было. Да. Поэтому, по мнению большинства, Геродот не мог установить истину. И вот он говорит тогда, а что же нам делать? Вот чем отличаются эти самые гуманитарные объекты. Но Геродот тогда еще не додумался поспрашивать, а какой у тебя интерес? Придерживаться того или иного взгляда на Он греко-персидские же, войны. когда писал, потом, в общем, старался эти интересы откинуть и тогда Да. сформулировал эти, что факты должны быть там Да. подтверждены Чем чем-то. догадался, на основании анализа интересов ты все равно не установишь, кто победил. И так возникает наука истории, которая, согласно Геродоту, является не описанием фактов. До этого была уже письменная традиция, она в Греции называлась логография. Логографы описывали факт. Ну, по-нашему, по-славянски, древнеславянски, это летопись называется, да? По-европейски там хроника. Вот хроники или летописи греки писали до Геродота. И всякую херню там писали. Геродот говорит, история – это не описание того, что было, потому что то, что было, все видели по-разному. А история – это исследование. Исследование или, говоря современным языком, интерпретация фактов, свидетелями которых были те или иные люди. В наших корыстных интересах. Это про войну. Греко-персидскую, Бородино, Великую Отечественную или Вторую мировую там, и так далее, и так далее. Мы даже не знаем, как называть то, что было. То, чему были свидетели, которых опрашивает Смоленчук. Они были свидетелями Второй мировой войны или они были свидетелями Великой Отечественной войны? Те, кто были Второй мировой войны, говорят одно, те, кто были свидетелями Великой Отечественной войны, говорят другое. А вроде про одно и то же. И так далее. А тут еще Лефевр. И объектом Лефевра является конфликт. Ну а конфликт как разбирать вообще, если мы
И тут начинается то, что вы рисовали. То, что вы начали рисовать. Я только перерисую это грубее. Вот приходит один человек и смотрит на объект. Да, и видит его с одной стороны. Приходит другой, на тот же объект смотрит с другой стороны. Да, и каждый видит свою половину. Обратную сторону Луны не видят. Ну, вы же видите, сказали, что как бы это проекции. Это аналогия с декартовскими координатами. Это называется в конфигураторе проекцией. Но в прямом смысле, как у Декарта, это проекциями не является. Это говорит о том, что этот объект, он не круглый, он не квадратный, да? Он сложный. Что за сложность? Хрен его знает. Вообще и непонятно, с какой стороны к нему вообще подходит. Вот у гелиоцентрической или геоцентрической системы, там понятно, смените точку отсчета, и вы получите другую картинку. И вы знаете, как картинка выглядит с этой точки зрения и с этой точки зрения. А вот здесь к конфликту как подойти? А можно сказать так, что мы можем на человека глянуть как на социальную истоту, а как на биологическую. О, уже лучше. Уже лучше. Читал. Уже лучше. Где вы починали? Вы починали про рентген. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь на рентгене видели душу? Конечно. А социальную функцию человека? А там снизу обычно написано, чья это. И куда сдать? Нацарапано, да, и куда сдать. И все социальные функции. Это обратите внимание, что никакой рентген, УЗИ, томография и прочие штуки не показывают социальную сущность человека. Нет, тут возникает так. Розумієте, коли ми нечто вивчаємо, ми вивчаємо нечто з натуральних позицій. Ну, Это вы, я нет. да. Но той чоловік, який це вивчав, він одразу становиться в неким сенсі гуманітарієм, бо він дослідчик. І тут що, вже можна казати о конфігураторі? Вот смотрите, еще раз. Есть два разных инструмента. Вот это вот написать, чтобы слишком много бумаги не писать. Вот есть инструмент диалектики. Да. Инструмент диалектики, когда есть тезис, есть антитезис. Да. Ну, например, там, Земля вращается вокруг Солнца. Или наоборот. Солнце вращается вокруг Земли. Тезис, антитезис. Земля вращается вокруг Солнца. И если объективное, натуральное знание говорит о том, что эти два тезиса и антитезиса не могут быть одновременно справедливыми, то тогда мы выбираем только один и говорим, это правильно, это неправильно. Один из. Если мы имеем два тезиса и антитезис, каждый из которых достаточно хорошо обоснован, и в этом смысле мы не можем отрицать его справедливость, мы должны найти синтезис. Синтезис. И этот синтезис в разных ситуациях находится по-разному. Например, вот Гегель дальше продолжает. Есть такая процедура в гегелевской методологии – снятие. Снятие – это процедура логическая, логико-диалектическая процедура по Гегелю, которая позволяет снять противоречие исходных утверждений в неком новом утверждении другого уровня. Вот как, например, я много раз рассказывал про Галилея, уже устал как бы рассказывать, да, про Галилея и Аристотеля, которые решали про свободное падение проблем. Да. Вот Галилей осуществил снятие противоречия. И поэтому ему нужно было в диалогах три персонажа. Один из которых был Симпличио или простак, да, который разрешал конфликт между самим Галилеем и Аристотелем с разными утверждениями. Но
Галилей прикидывался Галилеем из задачи, на самом деле был тем простаком, который снимает противоречия. И вот это вот один метод. И есть другой метод, конфигуратор. Конфигуратор применяется не в таких ситуациях, где возможно остановиться на справедливости или истинности одного из утверждений тезиса, антитезиса. И не там, где возможно снятие, диалектическое снятие проблем. А конфигуратор нужен там, где разные позиции одинаково обоснованы, одинаково имеют право рассматривать объект с разных позиций. Эти позиции фундированы не точкой отсчета, которую нужно поменять, а их по жизни, там, деятельностными какими-то основаниями. Ну, например, тут скажем. А потреба возникла. Потреба в этом возникла. Ну, Конечно. Використати і это, і это. Ну, конечно. При этом эти вещи... Построить отношения между ними. И нужно было каким-то образом, найти возможность не просто как бы вот разрешить противоречия только на доске. Потому что все вот эти противоречия, которые снимаются диалектически, они все лежат на объектно-онтологической доске. И гелиоцентрическая система, и геоцентрическая система – это изображение объекта, просто разные. И аристотелевское утверждение о том, что все тела падают в зависимости от массы тела, и галилеевское утверждение, что все тела должны падать с одинаковой скоростью, это то, что лежит на объектно-онтологической доске. Сама диалектика, вот эти вот эти вот штуки, они лежат на оргдеятельностной доске, как и конфигуратор. Да? Так вот, конфигуратор нужен не для снятия противоречий на объектно-онтологической доске, а он нужен для соорганизации деятельности разных людей. Я хочу вот что сказать, ну не протягивай этого. Ось у нас праз 2 тижні, праз місяць буде на читальній збір этой обміркування этого артикула Щедровицкого о разницах подходов, разницах натурального смысл. Я ее прочитал один раз. Вы скажите, там схема конфигуратора есть графичная, а там есть, ну, хопит ли этого осознавать то, о чем мы тут говорим, как конспект, и все же это... Ну да, в оппозиции натуралистического и деятельностного подходов это есть, да. Ну там как бы смысл конфигуратора, там нету описания конфигуратора, там есть как бы смысл и, ну, собственно, зачем и, собственно, что конфигурируется, про что я спрашивала. Потому что конфигурируются не знания, действительно, на онтологической доске, конфигурируются подходы. Это если мы рассматриваем или то, как знание написано, как объектное знание. Ну да. Либо так, как там у Щедровицкого предметы. Ну, научные предметы конфигурируются. Знания и способы получения. Да, способ получения предмета. Может, я не так зрозумел, а я вот что. Поскольку организаційна діяльність, то есть гэтая схема конфигуратора графічна, яна патрэбна, каб утрымліваць гэтую ідэю і сочачы за гэтай схемай, назіраючы і абыходзячы, ну, дапамагаць сябе асэнсаваць гэтую прыладу. Ну да. А то тут, як ви казали, ми вербальна, мы гэта высветляем, але у адрозненне ад графічнай схемы вербальна яно цяжка, яно добра для трансляцыі, для перадачы, але для утрымання, ну як апісання мясцовасці.
Когда там скажешь словами, что делать, то это не так наглядная карта. Ну да. Но еще нужно понимать такую штуку, что конфигуратор необходим. Вот вы сделали, когда начинали рассказывать, да, вы сразу же сделали фундаментальную ошибку. Конфигуратор нужен не для познания как такового. Познание, даже он может помогать. Помогать, например, там, не знаю, разбираться с принципом дополнительности и так далее. Да? Междисциплинарные исследования. Конфигуратор нужен для того, чтобы мы могли договориться, например, психолог с учителем, психотерапевт или психиатр с врачом, политик с экономистом. Ну, конфігуратор ще згадувався у артикулі Щедровицького, який був написаний до 68-го року, але він друкований у 92-му році у зборнику «Логика и педагогика». Да. Там было подробно описано аж 7. К сожалению, у нас нет этой книжки, по-моему, она не выставлена в интернете, хотя может быть и Ну, выставлена. если найдем. Вы в интернете смотрели? А она на открытом доступе в национальном. Ну, А. там, где можно, ну, любую секунду взять и там. Да, там, да. У меня было несколько экземпляров, но все куда-то в АГТ-1 еще растворились и исчезли. А это действительно, вот если обращаться к этой книжке, то там многие схемы в наилучшем виде, ну, в самом простейшем. Но теперь смотрите, вот когда мы рассматриваем конфигуратор по Декарту, или со слоном, там, с мудрецами и так далее, это для того, чтобы схватить принцип. Схватить принцип. Но там конфигуратор как таковой, ну, избыточная штука, чрезмерная. По-настоящему он нужен. Когда действительно, вот Татьяна про это сказала, конфигурируются предметы. Предметы, ну, например, мы всякий раз на практике или в практике имеем дело с целым. Совсем целым, да? А когда мы привлекаем для знания о целом экспертов, все эксперты предметно ориентированы. И приходит физик, говорит, я знаю свой предмет. Ну отлично, стул попадает в твой предмет? Ну конечно. Не, ну когда я говорила про предметы, я имела в виду там Щедровицкого представления о предмете, то есть метод. И в этом Нет, смысле... вот физика, как предмет, Да. это и Да. есть предмет Нет. по Да. Щедровицкому. Да? Предмет это не стул. Предмет это физика. Да. Другой предмет это химия. Да? И вот когда надо сделать стул, и обращаются за консультациями к одному эксперту, он говорит, я физик, к другому эксперту, я химик. И они этот стул рассматривают вот так вот, как здесь нарисовано. Понимаете? Ну, это, я бы сказал, что это у моем асэнсаванні это, ну, хутчэй, як мы назираем з пункту погляду Коперника. Опять Коперник. Не. Ну, систему, чим тое, що мудреці назирають слона. Тое, що просто в конфігурації стола, ось коли один замовник, другий замовник, і там вони змагаються гэтыя, тыя, кому потрібен гэты стол, ось тоді виникає потреба конфігуратора. Ну, так можна сказати. Потребность в конфигураторе возникает относительно стула, например, у дизайнера-эргономиста. О, ось это лепей, чем химики и физики. Нет, подождите, ну физики и химики Ему нужно совместить это эксперты подходы. для эргономиста. Чтобы сделать стул, дизайнеру нужно знание химии. Потому что иначе у него попа будет потеть, когда он сидит на дермантине. Понимаете? И химик ему может помочь, чтобы штаны мокрые не были. Как же без этого дизайнеру-то? Хорошие стулья делаются комплексом специалистов. А специалисты, как эксперты, предметники. И есть тот, кто собирает это все. Ну кто собирает? Практик всегда собирает. Практик. И когда мне приходят и говорят, блин, вот человек ведет себя неадекватно. Я говорю, ну что, а вы аминозин кололи? И говорит, нет, ну так вкалите, блин, и будете адекватно вести.
А он все равно ведет себя падла не так, как надо. Тогда зовут психолога. Психолог говорит, ой, наверное, у него это самое, Эдипов комплекс, например. Давайте вколем. А вот ничего не мы, ничего не Другой надо. комплекс ему. Надо его на кушетку положить, пусть он расскажет, как он своего папу хотел замочить. Это ему поможет. После такой, где миазина просит. Нет. Будем лечить комплексно. Вы колите. Это и на кушетку сразу. Или там приходит Советский Союз к распаду. Да? Вот, блин, какая херня происходит. Не нравится никому. Зовут экономистов. Те говорят, да, надо ввести частную собственность и рыночные отношения. Ввели. Бумс, бандиты захватили власть. Ой, мы же совсем на другое рассчитывали. А мы не этого хотели. Ну, конечно, блин, потому что ваше знание дебильное. Они говорят, как же, а Фридман, а там Хайек, а этот самый, как его? В общем, фон Мизес и Романчук. И его аватар... Все вы дебилы. Да? Смотрите на эти вещи с одной позиции. С одной. И видите вы только одно. Да? А культура, например, вам, экономистам, Культурные люди. не дана. Приходит культуролог и начинает рассказывать свое. Там тоже какой-нибудь дебильный совет дает. А есть политик, который говорит, я, конечно, могу на это все посмотреть. Да? Давайте введем разделение властей. Тоже, блин, плохо. То есть это всего лишь взгляд, всего лишь ракурс смотрения на это. А практик должен собрать это в кулак. Если он будет игнорировать это или это, будет ублюдочное решение. Вот для чего, вот где нужен конфигуратор. А Солнечная система, блин, это для 3 класса начальной школы задача. Хотя, как бы понять суть, схватить суть, можно и начинать отталкиваться от этих вещей, от проекций объемных предметов, от научных споров там, и так далее. И вот конфигуратор, поэтому нужен не для познания. Для познания достаточно предметов. А конфигуратор нужен для действия. Поэтому конфигураторы нужны только в практике. Зачем Маркс изучал «Капитал»? Чому Маркс навошта вивчав капітал? Угу. Как перевернуть свет и установить коммунизм. О! А сегодня что делают люди? Они изучают все эти штуки, которые изучал Маркс, для того, чтобы написать книжку «Как стать миллионером». Ничего хорошего. Кто-нибудь, прочитавший эту книжку, стал миллионером? Ни разу. Никогда. Хороший тот, кто написал. Маркс занимался практикой, ему надо было мир перевернуть. Поэтому ему нужны были знания разные. Когда он приступал к этому, он не знал, с какой стороны к ним подойти. Поэтому рассматривал 3 стороны. Утопический социализм, французский. Он смотрел на эти все вещи с французской стороны. Да? Смотрел на это все с немецкой стороны этого классического идеализма. Ну и с политэкономической, английской стороны тоже посмотрел. Вот тогда что-то стал понимать. Что не понимал ни Рикардо, ни Смит, ни даже Джон Стюарт Милл. Ну, дякую, мне щось стало больше некий новый погляд з'явився на этот конфигуратор. Я лічив його вельми придатним. Для птолемеевских разборок. Ось приклад. Приходить доктор, 3 доктора і рентгенолог там, до хворого і починають міркувати, що його там. Рентгенолог каже, його там врождене то-то, там уролог каже, у него там датчик половой А потом системы. приходит патологоанатом и говорит в морг. Ну вот понимаете, какая штука?
Фокус состоит в том, что и УЗИ, и томография, и это самое пульпирование, и рентген – это не конфигураторные вещи. Это ну, все способы аппаратурные способы, да, в руках одной и той же Но позиции. в принципе врач, который практикующий врач, ну в смысле как практик, он может конфигурировать Разные показания. разные показания, сопоставить, ну как бы выстроив из них, ну собственно, что каждое из показаний дает. Ну, изучив метод, изучив, да, основания для диагноза. Ну, поэтому, да, в медицине есть специальные такие штуки, в которых, да, конфигурирование знаний происходит. Но конфигурирование не результатов, а как раз того, ну как бы откуда это, Да. ну то есть что собственно там схватывает рентген. Но вот обратите внимание, да, а что это за специальности такие медицинские? Диагност. Это медсестра в приемном покое. Нет, это примерно, Доктор Хаус говорит так само. даже не доктор Хаус. Ну, да. Это скорее такие штуки, как педиатр, семейный врач. Ну да, то есть Вот который- семейный врач который это доктор. самая такая, вот, как Который бы, не специалист, а доктор. Да. Ну, то есть Да. тот, кто лечит. То есть он распредмеченный. Тот, кто лечит человека, а не болезнь. То, чего у нас нет. Ну, конечно. У нас вообще практики нет в стране ни хрена. Я просто хочу сказати, що тут треба, значить, ти речі, що читаєш у Щедровицького і Лефевра, вже інтерпретувати не в термінах сонячної системи, нести собі ніякую основу, ніякую ляльку, на якої можна... Ну, вот смотрите, да, да, Я так роблю, коли наверное, да. я стараюся тим, що ведаю, знайти нечто подобное, что мне рассказывать, а потом то, что ведаю, покрутить с этого пункта погляда. И в этом смысле нужно постоянно как бы, понимать разницу между схемой и примером, или материалом, на котором схема объясняется. Каждый раз для объяснения той или иной части схемы, например, при введении ее, мы можем апеллировать к какому-то знакомому материалу. Какому-нибудь. Вот когда мы, скажем, разговариваем. Вот я разговариваю по принципу Юла Воглы с людьми. Вот такая вот простейшая схемка, где на оси вертикально, как она называется, абсцисс. Вот это больничное чувство. Точно, точно. Вот. Я знаю, чего-то там я знаю. А вот здесь вы тоже что-то знаете. При этом я чего-то не знаю, а вы чего-то не знаете. Это не Декартов система. Это просто 4 квадранта из таблички. Это матрица. И вот в этой матрице есть 4 квадранта. Квадрант полного нашего с вами согласия, где и вы знаете, и я Почему знаю. согласие? Вы можете знать разные. Мы знаем нечто. Есть что-то, чего я знаю, а вы не знаете. Да? И здесь тогда может быть преподавание, например. Есть, соответственно, вы чего-то знаете, а я не знаю. Я тогда могу учиться, могу выяснять для того, чтобы впендюрить вам какое-то другое знание, там, опираясь на это и так далее. И есть область проблем. Ни я не знаю, ни вы не знаете. И вот я разговариваю, опираюсь. Когда мне надо дать вам что-то новое, я опираюсь, на то, что и я, и вы знаете. Вот мы с вами знаем что-то, читали. Вы не астроном, я не астроном. Поэтому про Птолемея и Коперника что-то там слышали когда-то. Мы можем на это втоптаться. Потоптались для чего? Для того, чтобы выйти в то, что вы не знаете. А может быть даже сделать экскурс туда, где ни я, ни вы ничего не знаем.
и что-то узнать новое. Но это не есть предмет нашего интереса. Коперник с Птолемеем. На Копернике с Птолемеем мы поняли только, что это не подходит для нас. Это другой тип совершенно, другой метод познания. Да, это в других рамках совершенно. Это не значит, что это не важно, что это можно вообще игнорировать. Нет, для чего-то другого это может быть важно. Но для чего-то другого. И вот когда мы говорим про конфигуратор, он точно не из области естественных наук, ну, по крайней мере, классических естественных наук. Он появляется в неклассической ситуации. Неклассическая ситуация – это когда оказывается, что многие атрибуты исследуемых объектов носят аппаратурный характер. Ну, то есть они не существуют, если их не измеряют. Тогда приходится прибегать к простейшим формам конфигурирования. Ну, типа принципа дополнительности Бога. Ну, простейший способ конфигурирования. Он, как это, не требует практики. А вот уже дизайнер, ну, тот же политик, эргономист, учитель, кстати. Это практики, которым нужно конфигурировать знания. Ну, предметные. Предметные знания. Вот некое такое забага, типа, Кто это запрещает, да? месяц, полтора назад проводила семинар на тему того, что социология нельзя отделить доследчиков социологии от объекта. Ну там, наприклад, у малые городи там чоловік приїжджає, там описує это. Так ось тоді я не задав питання, а було цікаво. А ось коли нельзя отделить доследчика от объекта, то мы давайте объединим, з'єднаємо доследчика и объект и выучим эту. Откуда? Откуда Откуда вы будете Откуда изучать? объединим и откуда выучим? Подождите. Ну, мысль-то правильная. Да. Мысль правильная. Ну, только... Таким, нет, Мы начинаем, это- мы начинаем с невозможности это- этой процедуры, то есть мы это- начинаем с того, что мы не можем построить, ну как это, не существует субъект-объектных отношений в нет. гуманитарном исследовании. Леонид это сказал. Я Да. сказал. Леонид это сказал, а потом он сделал предложение. Другой ход. Да. Да. А что если объединить Да. это в один предмет? Я хочу сказать так, Ну. продовжу, що це спосіб зняття тої проблеми, а якої тоді Оксана Шелест казала на семінарі. Ми досліджуємо вже об'єктивно дослідчика і об'єкта. А кто вы? Кто? Да. Ну, я хочу сказать так, кто мы? Ну да. Ну кто? Это объективно доследование. Метод А чем оно отличается от первого, который город исследовал? Оксана может быть в этом месте? Нет, ну смотрите, давайте так. Я не могу исследовать город объективно. Но кто-то может исследовать меня, исследующую город. И этот кто-то может исследовать меня вместе с моим исследованием города объективно. Города. Ну, да. Объективно. Таким чином снимается это не Как? молчание. А тогда почему я не могу исследовать город объективно, а вы кто-то меня может. вместе с исследованием города можете исследовать объективно? Чем вы так от меня отличаетесь? Это Что у метод. вас есть, чего у меня нет? Метапозиция. Да, рефлексивность Ну, сохраняется. я хочу сказать так, мы двух доследчиков дослаем, а потом конфигуратором взводим их. Слушайте, у вас в клубе Джани Радари включен? Нет, Потому нет, что он пока. овощ, да? Нет. У Джани Радари есть рассказ про этологов. Значит, события разворачиваются в городе Пиза на площади, где стоит вот это вот. Что Галилей наследовал. Что я Башня. называю башней. Нет, Галилей другой доследник. Значит, это все происходит в Италии. Ну, а итальянцы люди любопытные. Значит, вот выходит в кафе на этой площади итальянец
и замечает, что там сидит одинокий иностранец. Он подходит к иностранцу и спрашивает, ну как вам наш город? Да я, в общем, особо город не видел, я тут сижу, я занят вообще, я исследователь. Да, а что вы исследуете? Ну, я этолог, профессор Упсальского университета из Швеции. Но занимаюсь этологией. А этология это что? Этология это дисциплина, изучающая поведение. И вот, говорит, долгое время этологи занимались изучением поведения животных, например, и так далее. А теперь наука развилась настолько, что вот я получил грант, и сейчас занимаюсь изучением поведения Пизанской башни. Он говорит, как интересно. Ну и как? Ну, говорит, сижу, вот у меня грант на полгода, я уже 3 месяца сижу, наблюдаю поведение Пизанской башни. Какая у вас интересная наука, какая у вас интересная работа. И как далеко ушла наука в Упсальском университете, восхищается итальянец. Ну, профессор говорит, это что? Вот видите, на другом конце площади, там кафе. И вот там сидит одинокая белокурая женщина. Это профессор Упсальского университета. Да. Она что? Она тоже этолог. Но она еще по совместительству моя жена. Вот. Так она получила грант на исследование поведения этологов, занимающихся исследованием поведения Пизанской башни. Мы хорошо проводим время. 3-й месяц сидим в кафе на площади в Пизе. И я наблюдаю башню, она наблюдает меня. За Неизвестно, сколько еще грантов. Вот так вот этот коммунист проклятый Джанни Родари Издевался над Упсальским университетом, Башни. над системой раздачи грантов. Так как вы собираетесь изучать Чем все это закончится? Оксану Шелест, изучающую город Объективно. Мстиславль? Объективно изучать. Да, так-то изучать можно сколько угодно. Как этологи или Был семинар, доклад. Я заготовил такое коварное питание, что вы тут кажете, что нельзя объективно вывучать и Нет, стоп. Она сказала буквально следующее. Нельзя социологу объективно изучить город. Значит, если вы хотите получить более объективное знание, перестаньте быть социологом. Становитесь доследчиком системы социолог города. Вот вы знаете, что Чвыров ходит к нам на школу магистра? Сейчас у нас будет сеанс чтения мыслей. А он сам знает? Я слушаю. Думаю, что нет. Он хочет перестать быть тем самым синтонщиком. Вот я была этолог. А все никак не получается. Это легко сказать. Взять Оксану, поместить ее в город Пизу и начать на нее наблюдать. А как? Какими средствами? Критичний вопрос був. Но я його тоді не запитав. Ну, ви кажете, немовчимості. Так ми эту немовчимость ликвидуем. Ну, я-то думаю, да. Я-то думаю, да. Но и эта ликвидация возможна вот с помощью конфигуратора. Если мы имеем дело с социологией, социология – это комплексный метод познания зафиксированных в предмете. Что значит в предмете? Это значит, что социологу на объектно-онтологической доске дан такой объект – общество, ну или социум, или еще что-нибудь такое. Да? Про этот объект Дюргейм, Конт, Вебер, Бурдье, Лабушенко, всякой херни. Все перечисленные про предмет в основном. Объект это так. Ну ладно. Ну, Мы всех перечислили, это все методология, в общем. Да. тем более. Мы реальных социологов даже и имен-то не знаем. Конечно. Чикагская школа как бы и Гэллоп не подходит сюда. О, да, Ага, нормально. подходит. Дело подходит, да. Вот. Гэллоп, Манаев, там и так далее. Да, Они что-то да, говорят да. про это. Да?
А тут приходят перечисленные Конт, Дюргем, Вебер, Зонберг, Бурдье, Янушенко. Янушенко, да, и рассказывают про то, как вообще все это надо понимать. И вот это вот все называется социология. А есть город, ну, например, Береза. И вот приезжает в этот город Береза Оксана Шелест. С чем она приезжает? Запросником. Она умная. Она Бурдья начиталась, Лягушенко наслушалась. Поэтому она не с опросником приезжает. Она приезжает вооруженная всем богатством социологического знания, накопленным человечеством. Приезжает, смотрит на это дело и говорит: что ж я вижу? Я вижу какую-то проекцию города Береза. Ну, правду говорит? Реальный город меня ускользает. Она берет с собой. Берет с собой Егорова. Я повинен отдельно ехать. Это уже А кофе пить где? На площади. это уже Нет, это ваши эти устаревшие представления об объективности, а не о конфигурации. То есть вы думаете, не договорятся, да? занадто складная система. Да ладно, что там Нет, складно? Во-первых, мы же разбираем схему Они конфигуратора. могут ехать на одной машине. Да? Вот Егоров, вооруженный политологическим знанием, накопленным человечеством, имеет свою проекцию этого города. Они еще, гады, берут Галиновского. Биологи. Ну, мы взяли вас как раз на самом деле, но это не легче, да. Логично разновидность. Да, а Галиновский же он биолог, поэтому вообще ни хрена здесь не видит. Да? Его попросили проанализировать Быть потребительское поведение людей. Ну а вот это ж можно по магазинам походить. И так далее. Все это логично. И вот они все приехали, а тут я. Я им говорю: пишите отчет. Справоздачи три кожные особно. Да. Надо не списывать. Не, вот смотрите, вы думаете, что списывание кому-то из них поможет? Это не имеет никакого значения списывание. Знаете, когда я еще преподавателем работал, я всегда разрешал студентам на экзаменах пользоваться всем, что они принесут. Хотите шпаргалку под чулками? Пишите со шпаргалки. Принесли словарь? Пишите со словаря. Это все равно вам не поможет отвечать на мои вопросы. Поэтому договариваются, они не договариваются, влияют друг на друга. Мне не важно. Мне важно то, что отпечаталось на их досках, и при этом отпечаталось как разное. И задача, которая у меня стоит, это собрать это все. Собрать? А как я могу собрать? И вот тут я начинаю списывать. Ну или сажаю их всех и говорю: вот это вот, как тут я Щедроицкого услышал, кому? Начинаю собирать кому? Коллективную мыследеятельность. Для этого мне нужно, чтобы они были самоопределены в позициях и понимали, что они делают. Потому что социология действительно накопила богатое знание. И социологи могут кое-что в этой жизни. Политологи могут, юристы могут и так далее. Многие могут. Да? Но понять уникальнейший в мире город Березу никто из них не в состоянии. Потому что они все занимаются своими или геоцентрическими системами. Они все занимаются идеальными объектами и видят реальность через свою предметность. И вот когда я это понимаю, вот тут мне и нужен конфигуратор. Но только это не будет изучение Оксаны вместе с городом. Ну, конечно, нет. Социологическое. Ну, конечно, нет. Мне город нужен, а не Оксана, наблюдающая, как падает Пизанская башня, отраженная в глазах там Егорова.
Логическая конструкция. А для того, чтобы мне построить конфигуратор, мне нужно распредметиться, и построить другую какую-то конструкцию, в которой я могу это все схватить и снять. При этом у вас будет другая прагматика относительно Тогда города. я И ваше знание, извините, будет не еще такое объективно. питание поставить, ну коли тут з этим. Практически. Вот глядите, есть 3 описания конфигуратора у Лефевра, у Щедровицкого в артикуле о подходах розных и в артикуле педагогика и логика. 68 Ці треба особний конфигуратор, как звести все эти погляды на это. А давайте попробуем. Я-то думаю, что начиная с педагогики и логики, в обсуждениях перед тем, как появились тексты педагогики и логики, Лефевр принимал непосредственное участие, это было до его эмиграции. Я думаю, что и у Лефевра, и в логике, в педагогике и логике, и в последующих книгах, и даже в том, что я говорю, говорится одно и то же про конфигуратор. Не треба, не буде. А як задатися высветить, что это одно и то же? Ну, можно попытаться заняться критикой, литературной критикой, то есть брать эти все вещи, изучать и выискивать противоречия, несовпадения или... Проблема такая, ось, коли я тут, прикладом, нечто слухаю, там, потім кажу, а як я змогу асенсувати це, як я можу сказати, що я це засвою, як я можу довести нікому другому, що я цим володаю, і саме головне практично засвоїти. Звісно, я теоретично можу вивчити на зубок этот артикул Щедровицкого один, так и коли Мацкевич меня спитает, что такое конфигуратор, я бах, и все от начала до початку. Але тут при малейшем запитанні у бок, а другий приклад приведите, я тут уже начинаю. Ну да. Потому что как бы та задача, которую вы решаете, да, она определяет то, как вы видите текст, слышите меня и так далее. В зависимости от того, какую задачу вы решаете. И если вы не интересуетесь тем, какую задачу я решаю, Лефевр решал, Щедровицкий решал, когда они писали все эти тексты, то вы ничего не сможете понять. Ну як, я могу так зацікавиться? Затекавиться можете. Вот тут я скинул ссылку в эту самую фейсбучную суполку. 5 лекций, 4 лекции Щедровицкого про... Там было Щедровицкий. Ну да, Петя Щедровицкий про категории там, это мышления, что-то такое. И вот он в одном месте рассказывает басню. Он говорит, понимаете, у меня есть группа людей, которые подробно и внимательно читают мои тексты. Читают, а потом ко мне пристают с вопросами типа того, что они говорят, вот в одном тексте, там столько-то лет назад, такого-то числа, ты написал, что рефлексия есть организованность мышления. А в другом тексте, через 3 года, ты заявляешь, что мышление есть организованность рефлексии. Но это же явное противоречие. А как оно на самом деле? Ну это тоесность, может это тоесность? Нет. Фокус состоит в том, что никакого мышления и рефлексии на самом деле вообще не бывает. Вот когда одного математика спросили, что такое математика, он задумался, почесал в речи и сказал, математика это то, чем занимаюсь я и еще несколько моих коллег. И он соврал, потому что математика это не это.
Математика – это то, чем занимались Евклид, Птолемей, вплоть до его и его коллег. А вот что такое мышление или рефлексия? Рефлексия точно. Это то, чем занимаются Лефевр, Лепский, я, Лекторский, чуть-чуть, и так далее. И тогда, когда я этим занимаюсь, я могу сделать рефлексию организованностью мышления. Потом я занялся мышлением. Я Петя Щедровицкий, папа Щедровицкий, еще несколько человек. Я в этом месте делаю рефлексию. Мышление организованностью рефлексии. Вадим Владимирович, коли ласка, до їх звертайтеся, а я уже тут перестав, не отвлекся и потерял, згубив засеродженість, і тому не усвідомляю. Хорошо, но Нет, я для вас так можно, само. можно. Дело в том, что да, изучение текстов, ну, хорошо бы, чтобы такая деятельность была, чтобы кто-то вообще вот взял и хорошо с текстами поработал, где что там лежит, где какие есть нюансы, противоречия и так далее. Да? Но с правильной установкой, что тексты всегда, хорошие тексты, направлены на то, чтобы решать какую-то задачу. Они чего-то делают, эти тексты. Они описывают правду о мире. Те, кто писал правду о мире, давно померли, и им всем памятники уже поставили. И вот памятники стоят, а правды про мир мы так и не знаем. А те, кто сегодня с умом подходит к тому же самому, они не описывают, как устроен мир. Они описывают, что они делают. Вот конфигуратор – это инструмент, как вы сказали, да, нужный нам на практике, когда мы имеем дело с какими-то сложными, большими проблемами, задачами и так далее, и мы беремся их решать по-настоящему, а не на доске, не в уме, не в идеальных объектах. Вот, опять же, Стругацкие, в отличие от Джани Родари, входят в круг чтения. Да? Вы помните повесть Стругацких «Обитаемый остров»? Масаракш. Да? Не ругайтесь. Нет, ругательством является Масаракш и Масаракш. А просто Масаракш. Мир наизнанку. Там в чем фокус? Якобы оптические свойства атмосферы той планеты, на которую случайно попадает Максим Камера, таковы, что так преломляют свет, что Солнце постоянно кажется внутри сферы. А сама планета кажется внутренностью сферы. Ну и, соответственно, они думают, что внутри центр мира это светящееся нечто, которое не заходит и восходит, как у нас. А их органолептические сведения заключаются в том, что оно светит ярче или тускнеет, и потом наступает ночь. Оно так вспыхивает и затухает, вспыхивает и затухает. И мир они, соответственно, описывают. Центр мира, и по ободочку этого мира живут люди. И горизонт поднимается. Да, горизонт задирается там, и так далее. И только что корабль, который они видят, поднимающийся наверх, да, пропадает, так это только потому, что да, непрозрачность атмосферы. Как бы, да. И вот так, как у них устроен мир, они так изучают устройство мира, космологию. Да? Хорошо. Но у них развивается цивилизация, и они построили пушки. Хорошо из ружья стрелять. Из ружья стреляем на расстоянии видимости. Да? А пушка стреляет далеко, за горизонт. И нужно траекторию полета снаряда рассчитывать.
Ладно, мы можем учитывать температуру, влажность воздуха, деривацию снаряда там, и так далее, все, что по этому, да? Но баллистику-то куда девать? А баллистика, она предполагает, как бы, соответственно, угол стрельбы, дальность полета рассчитывается по геометрии траектории. И баллистика противоречит устройству. То есть, чтобы отсюда выстрелить сюда, нужно стрелять вот так. Да? А если мы даже понимаем баллистику, траекторию, то, наверное, можно было бы стрелять вот так. Да? А выясняется, чтобы попасть сюда, им нужно стрелять по дуговым траекториям, рассчитывать баллистические траектории. И когда они это понимают, то, соответственно, как бы они понимают, что вот по прямой пущенный снаряд не упадет сюда, и пущенный по баллистической траектории он прилетит тоже туда. Это противоречит устройству мира, ну, тому, которое они изучают. И они придумали себе объяснение, да, что мир-то устроен вот так на самом деле. А вот эти вот траектории баллистические, это есть только математические абстракции, как эпициклы у Птолемея. Там была спречка после Коперника. Ці з'являється просто це построєння Коперника просто некой математичной, не маючи отношения до речей. Ну, конечно, ну, конечно. И суть-то состоит в том, что на практике надо стрелять нормально, по-человечески. Ну тут не маем, я так говорю, места конфигуратора. Нет, тут конфигуратора нет. Я сейчас говорю про другое. А про что, да? Про что, да? Мы потерялись. Я... К какой части это был пример? Ага, то вот мы тут сидим, Вот, смотрите. напрягаемся. Про задачу для текста? Если мышление существует, Все. да, то совместить между собой утверждение, Да. что мышление является организованностью рефлексии, И наоборот. Наоборот, рефлексия является организованностью мышления. Нельзя, надо выбрать одно. Нельзя. А конфигуратором является Где там согласитель, который говорит, что все в моей практике. Понимаете, но это применимо, диалектический метод, даже этот самый гегелевский, гегельянский, применим к такого рода утверждениям в том случае, если мышление истинно существует в мире, да, объективно там, и так далее, и так далее. И деятельность в мире существует, и игра в мире существует, и тогда, да? Границу нет. И тогда мы говорим, что из двух этих утверждений только одно может быть истинным. А если мышление есть такая идеальная конструкция, с помощью которой мы можем решать задачи, ну, например, там, задачи дизайна. И вот когда Тогда решатель задач является конфигуратором для разного рода подходов. Ну, конечно. И когда Георгий Петрович Чедровицкий писал текст педагогики и логики, а он не один там писал, там несколько авторов, как бы, да, они тогда занимались двумя вещами. С одной стороны, они пытались построить развивающее обучение удовольствие. С другой стороны, они занимались проблемами дизайна. А Лефевр параллельно с этим занимался еще и конфликтами. И вот они решали задачи, практические задачи. Примерно так же, как, например, там, математики в период Второй мировой войны, решая задачу, как спасти английские корабли или американские корабли, которые обеспечивали снабжение армии, которая должна высадиться в Нормандию, спасти их от бомбежек немецких бомбардировщиков или подводных лодок. И они для этого разработали, например, теорию операций, математическую теорию операций для спасения кораблей. Если бы они потом сказали, и в этом смысле мир состоит из операций. И операции это такие же реально существующие вещи, как корабли с пушками. Но они такого не говорили. Операции, потом теория игр возникла на этом. Потом
чуть-чуть другую задачу, решавший Шинон, придумал теорию информации. Там, и так. Информация существует. Вот вы меня спрашивали на прошлой лекции. Нифига она не существует. Это есть такая же конструкция, как эпицикл у Птолемея. Еще вопрос. Пам'ятаєте, Кривицкий не сказал про институциализацию. Да, было такое. Можно сказать, школы не иснуют, иснуют особо. А школы вы Можно имеете в виду зачем? начальную школу, среднюю и высшую? Ні, Или я так, накольки я туди... школу, например, там Венский кружок? Или Ну, там... ось в этом сенсі. Школа з Аристотеля, там, Платона. І ось я так зрозумів, він лічив, що розвиття філософії там зв'язано з з'явленням інститутів. Ну да, в этом смысле да. Как это? Никак. Вот Платон С чем это связано? отчасти был умнее Аристотеля, потому что он знал, никакой Атлантиды не существует. Чем остальным не рассказал. Потому что у меня Аристотеля был. Конечно, потому что он же это врал для чего? Для того, чтобы установить в Сиракузах идеальное государство. Я уж тут усі питання, що тут у мене на запасилися, хочу... Давайте. У нас вечер вопросов и ответов. Маю більше так. Насколько тогда? На поверхні. Таким чином я зрозумів вельми узкую сферу використання конфігуратора. Ранее години 3 тому лічив, що я лічив, що його можна використати там в фізіології, медицині, там. Ну, у натуральних науках. Ну, можно. Не, ну можно там это назвать конфигуратором то, что там у нас разыдется терминология. Можно, но не нужно. Вот смотрите, когда я говорил вот про Оксану и Егорова в Березе, да, я ведь говорю, что ни политология, ни социология, ни экономика там, споживецкая, они не дают представления о городе. В этом смысле, если мы хотим изучать город, а не Оксану, изучающую город, нам нужна урбанистика. А урбанистика – это дисциплина, построенная на конфигураторе. Урбанистика как дизайн, как педагогика. Это дисциплины или подходы, которые построены на конфигураторах. Но понимаете, конфигуратор, вот, который вмещает в себя противоположные утверждения, который мирится с этими противоположными утверждениями и говорит, что нам нужны эпициклы для решения практических задач, и поэтому пошел Коперник со своими этими дурацкими гелиоцентрическими представлениями, как бы, да? Нам нужно задачу решать. И когда мы решаем задачу, нам нужны такие онтологии. Это не значит, что мир устроен так, как мы нарисовали онтологию. И урбанистика – это вот такая штука, у которой нет онтологии города напрямую. Но она использует разные онтологии для решения разных задач. Тогда надо что делать? Можно создать предмет учебный. Да? Учебный предмет – урбанистика. И вот мы даже начинаем обсуждать возможность создания урбанистики как школы в летучем университете. Да? Понимаете? Но мы не будем создавать учебный предмет урбанистика, в котором надо будет читать вот это знать, вот это и так далее. Мы будем создавать его тоже как магистров игры урбанистики. А тут я разговариваю с Дмитрием Бабицким, который разрабатывает, например, планы развития города Да, Борисова. правда, не подписывайте. А? Извините. С чего?
Нет, просто там этот план развития города Борисова, лежащий у нас внизу, там нету ни одного познавательного знака, кто этот план разработал и вообще как это, кому он нужен. То есть там не, ну это важно. Я сейчас про другое. Это про конфигуратор. Это как объективное знание. Ну да. Оно это безавторское, Ну да. бессубъектное. Ну да. Книга «Упавшая с Нет, неба». вообще как бы я это самое терпеть ненавижу этих современных урбанистов, хотя они мне там постоянно тоже палки в колеса вставляют. Ну вот мы тут с Бабицким разговорились. Я говорю, слушай, ну вот какая мода пошла на урбанистику. Везде куча урбанистов. Заборский, там еще тут, Мурунов, там, вот ты тут занимаешься. Он говорит, слушай, а ты знаешь, откуда, говорит, эта мода пошла? Я говорю, ну-ка, интересно. Он говорит, в России уже некоторые догадались. Урбанистику создала ФСБ. Зачем? Для того, чтобы канализировать молодежную и прочую активность городскую. Да? Чтобы они увлеклись созданием велодорожек, там еще какой-нибудь фигни сообществ там, и так далее, да? И не бунтовали против режима Путина. Поэтому урбанистика поощряется, развивается и так далее. Мы-то говорим про другую урбанистику, а не эту самую ФСБшную фигню. Поэтому... У нас своя, КГБшная. Но еще в советское время. Но урбанистика, как конфигурирующая практика, собирающая на себе все проекции города, невозможно как учебная дисциплина и невозможно даже как, ну не знаю, там, дисциплина типа маркетинга там, или еще что-нибудь. Это возможно только через подготовку людей, умеющих пользоваться конфигуратором. Поэтому конфигуратор имеет, с одной стороны, очень узкое употребление. Узкое – это значит, что из 10 миллионов белорусов конфигуратор нужен, ну, сотни, 2 людей. Те, которые претендуют на то, чтобы заниматься целостной страной или целостными объектами типа городов. Борисов, например, развивать. Там еще что-нибудь. Это с одной стороны, а с другой стороны, всем людям, которые претендуют на то, чтобы выходить на практический уровень, нужны конфигураторы. Мне две забавы. Одна забава была такая тито французская революция, тито Парижская коммуна. И тогда один генерал сказал, треба робити у Парижі проспекти прямые, как можно было ставить и пушки, и напрямую расстреливать. Но это был не генерал, это был Осман. Да, можно Он не считать архитектор, его а градостроителем, градоначальник. основальником градостроительства. Отчасти да. Османа надо изучать. Обязательно практику Османа всем урбанистам. А другое питание, про такой был Мольєр, його герой казав прозою. Тільки однойче здогадався, що йому підказали, що він прозою каже. Так може всі ці, що володують конфігураторами, вони як цей герой, вони Да. володують конфігураторами, а не... Да. Да, все практики были конфигураторами. Владели конфигураторами, конечно. Но мы-то занимаемся методологией, кроме всего прочего. А это дисциплина, которая собирает разного рода конфигураторы в рамках содержательной генетической логики. То есть берем и изучаем, как Осман решал задачи предотвращения революции в Париже. Обратите внимание, после того, как он спрямил парижские проспекты, 2 проспекта и 3 этих между ними, да, снес трущобы парижские, революции в Париже прекратились. Вы помните хоть одну революцию после 1871 года во Франции? Нет, не было. А спросите у какого-нибудь Мурунова, это правда, что вы по заданию ФСБ предотвращаете революцию в России? Если бы он был честным османом, он бы сказал, ну конечно. А так? Не, мы велодорожки строим. Он другой, он развивает сообщество. Ну и сообщество.
общество развило его место. Активизм, наоборот. Всё. Правда, если Ну, Пасмана не спросить, предотвращает революцию, а он наоборот. действительно предотвращает революции, он бы, наверное, не смог ответить на этот вопрос. Вот прямо, честно. Он бы сказал примерно следующее. Понимаете, какая штука? Я ведь проспект справляю для того, чтобы можно было легче расстреливать бунтовщиков, чтобы они баррикады не могли строить и мешать движению общественного транспорта. Поэтому он думал, что революции будут, только ему будет легче подавлять революцию. А оказалось, что спрямив проспекты, он, в общем, Революционеры были умнее, и революция. Что вы там, блин, мешаете мне разговаривать? Все бубнят. Но диктовывают просто. Мы там ближе к, да, Закадруйте. Так, но мы увлеклись, по-моему, сильно. Нет, давайте отрефлектируем то, что произошло, а потом дадим возможность высказаться и остальным. Коли так зверху поглядите на то, что тут отбылось в головах, то я могу сказать, що в моє відбулося, начитавшися праців Лефевра і Щедровицького, пошукавши там у артикулах конфігуратор, які згадуються і у праці других людей. Но я вирішив, що це методологічна процедура. Лефевр каже, що вона може одособитися і можна сказати, що це не просто процедура, а вона може зостатися після цього акта в якості прилади. Ну, вирішив, що вона має такі доволі необсяжне поле прикладання. Ну і почав глядите, тут спочатку я вербально намагався донести до вас то, що усвідомив. Владимир Владимирович резко обмежував то, що у методологічному колі ці філософським колі, якое тут є, розуміється, під конфігуратором. Тут треба, може, ще раз проглядіти гэтые праці, звернуті, що це не випадково, наприклад, Щедровицький, менавіта в зборнику «Педагогіка і логіка» ввел його. Бо тут менавіта педагогіка – це така дисципліна, яка потребує конфігуратора. І там приглядеться більш пильнее до Лефевра, бо там, хоч ви кажете, що там конфліктуючі в этой структурі, і гэта тое його описання конфігуратора супадає з вашим. Ну, там треба більш поглядіти на гэтага Лефевра, подкорректувати тлумачення його текста. Ну і ще у нас праз 2 тижні чи 4 буде обміркування артикула, збінчитання артикула Щедровицького. Можна, є сенс некий там подумати, які там можна, як протягнути. Ну все, я вже не ведаю, що тут, а чим тут далі подумати. Добре, дякую. Давайте послухаємо. Можна сісти, можна трошки послухати, що ще хтось скаже. У мене тільки одне питання буде. Потім послухаємо. То, что имеет сказать по состоявшемуся. Ну, у меня как-то
сложилось впечатление, что если говорить, что конфигуратор это некий инструмент, то, наверное, правильнее было бы назвать его RAS-конфигуратор. Потому что процедура конфигурации, это все равно она остается как бы на стороне того, кто им пользуется. Ну, то есть на стороне практика. И когда даже вспомнили тоже простейший конфигуратор на основе там 3 этих плоскостей, которые должны собраться в объемное изображение, если так рефлексировать, как вообще я делаю сборку из 3 воедино, это какая-то магия. И по сути этому даже толком и не учат в школе. Вот тебе 3 как бы отображения. И крутись как хочешь, как бы собирай. То есть эта процедура, она остается за скобками конфигуратора, скажем. И вот когда точно так же вот вы говорите, вам приходят там Оксана, Егоров, там, Глиновский, приносят там свои части знания, а вот какую процедуру используете вы, чтобы сделать, собрать цельный город? И вот это осталось за скобкой обсуждения конфигуратора, и для меня тоже остается некой такой открытым вопросом. Это вот сама процедура сборки. Да, у меня тот же вопрос, что и к Леониду, будет к тебе. Еще кто чего скажет? Мне просто непонятно, практик в этом конфигураторе работает с теми проекциями там, или с теми предметами, которые уже есть, или он как-то планирует это сделать. Если планирует, то откуда он знает, какие проекции понадобятся? Хороший вопрос. Сейчас попробуем. Кто еще чего хочет сказать? У меня общий, в смысле, такой вопрос, да? То есть создалось впечатление, что понятно, зачем это и что оно должно делать, а вот как эта процедура, кроме того, что как эта процедура осуществляется, да, то есть у меня сложилось впечатление, что каждый раз в зависимости от задачи она осуществляется индивидуально. Так вот, что общее, с другой стороны было озвучено, что ее нужно освоить, да? Вот что общего во всех этих индивидуальных случаях, кроме того, что оно делает, если я понятно выражаюсь, нет? У них общим является, что надо объединить несколько плоскостей, да? А что еще там общего, чтобы это можно было словить и воспроизводить каким-то образом? Еще? Давайте так. Из сегодняшнего обсуждения было бы неплохо, если бы вы вынесли какие-то изменения в своих представлениях о методологии как таковой. То есть, чем занимается методология. Раз. И в первую очередь, это касается сначала вопросов, которые я хотел задать Леониду и Ивану, а потом уже ваших встречных вопросов. Но вопрос один, который к Леониду и Ивану. А что такое инструмент крылатый? То, что помогает реализовать некую цель, интенцию, реализовать задачу, решить задачу. Хорошо. А может ли инструмент существовать без того, кто им пользуется для достижения определенного результата? Без задач.
Ну или без задач. Да. Инструмент же может быть привязан к задаче. Ну, то есть создан один раз и на аналогичных задачах, в принципе. Ні, він повинен існувати в залежності і від об'єкту, того, що вивчається, і від самого суб'єкта, який вивчає. Почему? И как это возможно? Бачу я об'єкт, хочу його дослідувати. Беру нечто, пристосовую, починаю працювати, бачу інструмент, він підходить до руки, не достає до об'єкта, я його зміняю. Ну, понимаете, вот давайте не будем уподобляться Чукче, да? Когда Чукче приехал в город и поселился в гостиницу, и ему нужно было есть, он спрашивает на рецепции, а если мне есть захочется, что я должен сделать? Ну, есть у вас в номере телефон, вы спросите, и вам принесут. Скажите, что вы хотите есть. Чукче сутки не появляется, двое не появляется. Заходит в номер, а Чукче бедный, истощенный, сидит и к телефону говорит. Телефон. Чукче есть хочет. Телефон – инструмент для связи. Вы можете этот инструмент передать Чукче? Нет. Инструментом, вот как бы у инструмента есть двойственное бытие. С одной стороны, он инструмент, то есть средство решения задачи какой-то или достижения какой-то цели. С другой стороны, он вещь. Вещь, которая может быть изучена объективными, естественными науками. Ну, например, чашка. У нее есть объем, есть емкость, есть прочность, есть цвет. Это все описуемо в естественно-научных категориях. Но то, что из чашки пьют, это есть функция чашки. И инструмент состоит в том, что из нее пьют. Да. А можно чашкой убить? Вот я передал кому-то чашку, думал, что он будет из нее пить. А он, сволочь, взял и треснул ею кого-нибудь по голове. И чашка из инструмента питья стала инструментом убийства, то есть орудием убийства. Инструменты в своей целостности не есть вещи, это вообще не вещи. Это есть ментальные сущности, и место их обитания только в сознании человека. И до тех пор, пока вы будете отождествлять инструменты с вещами, вы ничего не сможете понять. Нет, так, я понимаю, что есть задача у практика, есть конфигуратор как некий инструмент, но вот если говорить про урбанистику, конфигуратор не помогает тут же решить задачу, связанную с развитием города. Результатом работы конфигуратора получается некое схватывание города. Правильно? Некая антология, наверное, города. Рабочая для моих практических задач. И мой вопрос был про то, а вот какая магия начинается после того, у меня есть практическая задача, у меня есть конфигуратор, и вот какая магия происходит между использованием конфигуратора и вот получением вот этой рабочей антологии, с которой я дальше буду решать. Итак, с инструментом и его двойственным существованием мы разобрались, да? Одна часть инструмента – это вещь. Она существует в мире объектов, в объективном мире природном. Да? Вторая часть, ментальная часть, существует только в сознании. Собственно, инструмент – то, что собирает и то, и другое. Поэтому инструмент не есть вещь. Отлично. Теперь дальше. И ты заговорил про аксиометрию и проекции на плоскость. Да? А у всех в школе было черчение?
мне еще в университете. Обратите внимание, что там делают. На черчении учат строить проекции предметов. Да. То есть не собирать, а разбирать наоборот. Да. Как правило, первое, чему учат и могут научить, да, делать проекции предметов. И это вычерчивается, да, и так далее. На последующих этапах черчения, уже в вузах, не в школьном черчении, а в вузах, могут ставить обратные задачи. По проекциям нарисовать. Да? И вот эту вот штуку, задачу по проекциям нарисовать предмет, начертить, ставят инженерам, конструкторам там, и так далее. Да? И предметы, данные вот в геометрических там, всяких разрезах и так далее, учат собирать почти так же, как вот в черчении школьном учат разбирать на проекции. Но разборка является первичным и может доводиться до техники. Ну там техника, да. До техники, Нет, да? ну, техника, в смысле, ну, действительно эти проекции. То есть Да. ставится, обрисовывается. Да? В А обратную вот сторону обратная процедура, Нет, да, это воображение. она уже не алгоритмизована Да. до конца, и там присутствует элемент Воображение. искусства там какое-то, Ну, да, воображения и так далее. Скорее какие-то процедуры, которые не формализованы. Ну да, не Потому не что организовано, я, как да. тот, кто занимался технологиями, компьютер, по-моему, до сих пор вряд ли сможет восстановить 3D, ну, как бы объект на основе вот 3 проекций. То есть это крайне сложная задача для компьютера. Ну, крайне сложная для задачи. Потому что она не формализована в человеческом Вот мышлении. обрати внимание, Значит, что, тем не менее, в 3D-технологиях да, эту задачу компьютеру ставят. И для большинства уже, подавляющего большинства стандартных операций это делается. Поэтому можно, даже не прибегая к 3D-принтингу, да, ну, например, как дизайн автомобиля развивается, да, очень сложные, изощренные, эти самые криволинейные конструкции, тем не менее, делают стандартными. И это все делается с помощью робототехники, там сейчас и так далее, и так далее. То есть, в принципе, задача решается. Но вот этот творческий компонент искусства, он остается. Остается, но и он является важнейшим и в работе дизайнера, и в работе архитектора, там, и так далее. Да? И когда его учат, теперь вернемся к этому, алгоритмизовать нельзя, а учить-то надо. Можно написать. Делается упражнение. Да. То есть упражняется и упражняется, упражняется и упражняется. Без упражнений этого сделать нельзя. Вот однажды, когда мы еще занимались учебно-методическими комплексами для политеха, в первую очередь, там одна из простейших, один из простейших учебно-методических комплексов касался как раз вот построению 3D объектов, да, на основе проекции. Мы сидим 3 чувака, значит, 2 доцента, Фридман и Цитович и я, и сочиняем что-то, какой-то раздел по стандартам, и вдруг появляется дочка, 8-классница, и говорит, а нам задали вот построить начерчение, да, вот эту штуку. И мы сидим, 3 взрослых лба, решаем задачку для 8 класса, да, и, в общем, увлеклись, и там, не знаю, чуть ли не час рисовали эту самую фигуру, да, которую задали нарисовать. Ну, фигурка вообще не самая сложная, и мы еще удивлялись сами себе, потому что когда-то в опыте каждого было такое, что вот, ну, тогда это решалось вот как на стенку гороха, легко. А когда практика потеряна, да, оказалось, что даже вот эта вот задачка для 8 класса, для 3 взрослых чуваков, она оказывается сложной. И вот это достигается через упражнения, а не алгоритмизуется. И достигается так, что ну, у каждого из упражняющихся есть свои индивидуальные личные способы этого. Да? Но, в общем, это можно делать, это под силу человеку.
Точно так же, как когда-то в 50-е годы, например, для компьютеров казалась невозможной задача распознавания образа. Потом научились это делать. В общем, и психологи, и эти программисты как бы вместе это все сделали. Так же и здесь. Поэтому для чего нам нужно разбирать схемы, схематизация? Примерно та же самая штука. Я могу построить любую рабочую схему и научиться с вами вместе строить любую рабочую схему для, там, скажем, объяснения какой-то задачи. Но наша цель всего обучения магистров игры и обучения вообще, ну, освоения методологии состоит в том, чтобы решать обратную задачу. На основе схем принимать решения. Построить схему не проблема. Ну, то есть, нет, проблемы, ее тоже надо учиться там, и так далее, но это все более-менее при систематическом обучении достижимо. Достижимо, причем как бы в широких этих масштабах. А вот обратная задача на основе схем принимать решения, это искусство. Но ему тоже можно учиться, упражняясь. А где упражняться? У доски. Теперь то, что Роман говорит. В принципе, для решения практических задач мы можем привлекать некий набор предметностей, да, вот, проекций, который, ну скажем, выбирается по принципу необходимости и достаточности. Да? Это точно так же, как, скажем, голограмма. Да? Ведь голограмма тоже как отдаленный аналог конфигурирования. Да? За счет только того, что мы не просто рассматриваем некий объект на основе вот его, ну как это, схематизации, да? Но еще и облучаем. То есть там без лазерных технологий голограмму ведь не восстановить. Да? Там восстанавливается объемная вещь, когда ну не лазером, а этим самым, как это называется, поляризованным светом, да, это все облучается. Так же и здесь. Значит, мы в принципе можем построить практическое решение на основе, ну, минимального набора проекций. 2, 3. Главное как бы задать правильное облучение объекта. Ну, если про проекции, да, если мы говорим про какие-то сложные объекты, про уже берем и про развалины Советских Союзов, где нужно ввести частную собственность. Да. Там но сейчас, Роман. Но там построенные, восстановленные с помощью конфигуратора целостные объекты, они будут как бы обладать разной четкостью. Разной четкостью и детализированностью, что ли, это зависит от задачи. А? И это зависит от задачи, ну, с которой... И для некоторых задач достаточно вот просто общих очертаний, а другие надо углублять и углублять и углублять. То есть, да, в этом смысле, ну, этот объект, он как бы строится не потому, чтобы, ну, максимально его отразить, а по принципу достаточности для решения задачи. Ну вот я не понимаю, в примере с этим введением при распаде Советского Союза, да, вот как ретроспективно прийти к тому, что нужно было привлечь там определенных специалистов, я понимаю, да, а вот в момент вот, проведения реформ непосредственно, в этом смысле да, ведь, откуда должны быть? ретроспективно, а это значит с рефлексией уже проведенной практики, да? Ну да, в общем, это достаточно сложно изначально определить, чего будет достаточно. Ну, и в этом смысле это одна из очень проблемных точек, да, всего этого. Сколько нужно взять этих проекций, чтобы решить ту задачу, которую ты собираешься решить? И думаю, что здесь вот это точно не алгоритмизовано на данном уровне нашего
отношение к практике не формализовано. Ну, в этом смысле вот Но для вот то, что определенных Леонид практик. вспомнил Османа, да, Ага. обратите внимание, что ведь вот для практики, после того, как получено некое целостное представление, его придется упрощать. Упрощать вот так, как Осман упростил с городом это, да? Или вот когда, кстати, на градостроительстве и на урбанистике там есть огромное количество примеров, очень хороших, да, когда вот эта вот процедура сначала построения целостного, да, понимания, схватывания чего-то, а потом упрощения для практического решения. Вот я хотела сказать, что в ряде практик, которые изначально строятся как практики, дизайн, да, там, урбанистика, педагогика, с педагогикой все сложнее, потому что ее все время в науку пытаются перевести, то там уже этот набор более или менее устоявшийся, да, но это только за счет того, что это долгое практикование, да. И, как бы, а вот его типа делают там распад Советского Союза, в коллективной мыследеятельности, а не в деятельности. Между прочим, там, построение национальных государств, в свое время, в принципе, тоже, имело, свои, свой набор этих практик. Правда, меняется ситуация, и они уже... То есть, типа, неплохо бы историю вопроса изучить, Да. чтобы подготовиться То есть, по большому счету, если эта практика реализовывалась, то, в общем, ты можешь, обнаружить, некий комплекс того, чего нужно взять. А если это еще, введено, институализировано, грубо говоря, да, в дисциплину, либо, нечто там, то, в общем, обычно это, имеет какой-то там набор. Да. А если это абсолютно уникальное, и первый раз, или там редко встречающееся раз в 100 лет, то, в общем, только шишками. И в этом смысле, понимаете, вот есть в педагогике, уже высшей школы, да, есть такая заморочка. Например, нужно ли изучать историю идей или историю какой-то дисциплины? Есть два крайних случая. Да? Вот говорят, что физику и математику можно изучать без истории физики и математики. А, например, философию, да? Собственно, изучение истории есть, философии есть изучение истории философии, истории идей. Да? И эти крайние точки зрения, они, в общем, несправедливы, ни та, ни другая, по большому счету. Потому что история физики имеет огромнейшее значение, особенно для современной физики, изучение истории физики. Потому что нужно изучать то, как методологи физики прошлого решали задачи, а не придумывали объяснялки для мира, которые натурализуются в недоделанном образовании. Поэтому, скажем, вот там школьники, да не только школьники, но и студенты, думают, что то, что они изучили в физике, знают, так устроен мир. Ну и хрен с ним, потому что с этим миром все равно никто, кроме... Мало кто из них работает. Мало кто из них, кроме как в ЦЕРНе, там, да, вот, имеет дело. Но когда в экономике, в психологии, где там еще, в медицине, люди начинают вот так относиться к этому, это вообще очень вредно и очень плохо. Потому что тогда они начинают думать, что витамины действительно там, красные, зеленые, да, ведут к здоровью, там, да, что там, не знаю, всякие такие штуки, да, возникают мифологии. В том смысле, та магия, про которую ты говоришь, да, она достигается упражнениями, или там мастерством. Упражняешься, и, наконец, понимаешь, что ты владеешь этой штукой. А вот метафизическая мифология, когда усвоенное какое-то знание, полученное когда-то для решения определенной задачи, и из нее можно вынести инструмент, который можно взять, превращается в железобетонное описание мира, вот это вот очень вредная штука. И тут начинаются вот все уже эти проблемы современной гуманитаристики типа навстречности. Если возвращаться к инструменту, то можно сказать следующее, что дать инструмент и взять инструмент – это несимметричное отношение. Дать инструмент нельзя, передать можно вещь.
можно взять инструмент. И когда, например, кто-то, занимаясь делом, просит у другого: слушай, подай мне вот ту железяку. Человек подает ему железяку. А тот, кто просил железяку, берет в руки рычаг, например, там, или еще что-нибудь. То есть передается вещь, а берется, принимается инструмент. И вот это вот дать и взять в этих отношениях абсолютно не взаимообратимые вещи. Поэтому я думаю, что вот из сегодняшнего обсуждения, если отбросить кучу всякой фигни про Птолемея и звезды, Тут было самое интересное. то можно кое-что понять про методологию. И, Ася, что ты спрашивала там у нас? Я забыл уже. Я Что-то спрашивала, что делает конфигуратор Кроме того, что он конфигурирует. что он конфигурирует. Что делает знаковые конфигураторы, нет, разные конфигураторы конфигураторами, кроме того, что они конфигураторы? Спросила Ася. Хочешь Ничего. ответ на свой вопрос? Ну, мне кажется, что ничего, кроме того, что они конфигурируют, Что ничего делает общего. лопатой, кроме того, что она Нет, лопатой? ну, кроме, ну, наверное, там каких-то этих, ну, не знаю, вот для меня общим является, ну, некие там установки. Ну, например, конфигурируются не образы, там, онтологические, а конфигурируется вот то, что называется предметом или методом, ну, предметом, да, ну, то есть, вот, конфигурируется вот это. Ну, то есть то, каким образом смотрится на мир, а не, ну, и с этим самым, а не то, что получается в результате. Ну, и то есть там, ну, какие-то такие прибамбасы одинаковые, ну, да, наверное. Да, в этом смысле, конечно, Скорее, ой, извините. порог определенной учебной коммуникации и необходимость объяснять, он вредит. Да? По большому счету, конечно же, не три мудреца этих слепых, ни декартовые координаты, ни даже принцип дополнительности Бора конфигураторами не являются. Это привлекается как материал, да, для того, чтобы схватить некоторые аспекты, суть этого. Да? Точно так же, как и инструменты. Да? Чтобы научиться пользоваться инструментом, ведь кроме задачи, нужно тоже еще побаловаться им. Да? Ну, чтобы ребенок научился молотком забивать гвозди и не отбивать себе пальцы, сначала он должен просто научиться им стучать и попадать куда-нибудь. Да? В этом месте это игрушка, а не инструмент. Но надо освоить эту штуку. Так и здесь. Просто не надо принимать за чистую монету вот эти вот фрагменты. Да, вот, упражнений, которые мы делаем, с Леонидом мы делали это вот с этим Птолемеем и Коперником, вот с Декартом, с фотоном, электроном там, и так далее. Да? Это похоже вот по принципу употребления на конфигуратор. Но конфигуратор действителен и применим только в мире деятельности. В мире деятельности и мышления. Там, где рассматриваемые объекты вот такой сложной природы. Ну, по большому счету, любая методологическая схема является конфигуратором. Да? Да? Ну, то есть, вот мы там обсуждали схему этого велосипеда. Господи, как его? Шага развития. Да? Там в одном пространстве соединяются разноприродные заходы. Ну, в смысле, работа с разной природой. Там время, деятельность, существующим, и так далее. несуществующим, воображаемым, действительным. И в этом смысле для меня там простейшая схема конфигуратора является вот эта двухплоскостная схема. Да. Да. То есть это два разных метода. То есть онтология и это взгляд на мир, и там деятельность. Но вот это вот, опять же, простейший конфигуратор, да, он всякий раз интимно связан с объектом. Поэтому оргдеятельностная схема, она применима к знаниям. Она конфигурирует знания, оргдеятельностные и объектно-онтологические.
И поэтому она точно отделяет, что то, что мы знаем, это не сводится и не редуцируется к объектно-онтологическим знаниям. Но она еще не дает выхода к практике. Я попытался ее развивать, когда-то добавляя третью плоскость сюда. Но это такой хиленький шаг. Суть не в нем совершенно. Ну вот как-то так. Что у нас осталось? Трансляция культуры искусства деятельности. У нас схему свидетельности мы не получали? Нет. Решили. Ну, схема мыследеятельности в силу своей сложности, она чревата всякого рода. Хорошо, а у тебя было, да? Про трансляцию. Хорошо, тогда в следующий раз, через четверг, мы еще поработаем с схемой воспроизводства деятельности трансляции культуры, а потом попробуем освоиться с рамочными ядерными техниками.